какой-то с кружкой там на аватаре позиционирует себя, как я понял, евреем. Только номер у него почему-то +7. Какой-то совковый, что ли, еврей, непонятно. Россия. Пусть подавите его, пускай здесь выскажется там. Интересно, каких-то Гоев, там, Моев, Моисей всяких. Пишут там в чате, посмотрим. Нам нормальные евреи нужны, конечно, для общения, для информации, для, я не знаю, выстраивания мостов. Было бы неплохо, нормально пообщаться с евреями. Только вот этих всяких ватниковских, русских, каких-то шифрующихся евреями говнюков, ну, этих мы будем вычислять. Я вот этому армянину хотел один вопрос задать. Просто было интересно его мнение. Вот он там пару раз проговорил, что во время Второй мировой войны вас там называли предателями, что вот он, его отец в это не верил, что у них там много героев Советского Союза и так далее. Вот у меня вопрос такой я хотел вам задать. И вообще, в принципе, это нам вопрос сейчас уже. Допустим, даже мы не воевали вообще за Советский Союз. Допустим, даже неправильно говорить, что мы воевали за Германию. Допустим, что мы как финны видели в союзе с Германией, это не значит, это не равно поддерживать нацистскую идеологию, но мы в этом видели возможность вернуть свои территории, возможность деоккупировать свою страну, свою землю, да, создать свое государство. Мы не воевали за тех, кто вот только 20 лет назад пришел огнем, мечом, как и царские, такие же советские, пришли, повырезали наших людей, раскулачивание там и так далее, столько поубивали людей, столько в тюрьмах загнобили. И вот если мы даже не воевали за них, я вот честно, я не могу понять, я не понимаю тех чеченцев, которые начинают оправдываться и говорить, Гитлер вообще не дошел до нас там, или мы не могли его встретить белым конем, они вообще, немцы у нас не были, вот эти вещи, когда начинают, или начинают доказывать, что у нас были герои, там, что мы отважно воевали, я не могу понять, зачем это доказывать. И вообще, вот просто даже пусть Доказывать, не надо... доказывать. То, что говорили, встречались с конем, бог. Если это дойти до твоего дома не дошли, как ты его мог встречать? Ну, Ты пошел, вопрос, у меня получается, вот, нет, в я Европу хотел... поехал, в Европу поехал встречать его там, что ли? Подожди, я хотел вопрос задать ему. Допустим, вот просто мне было чисто его человеческое мнение интересно. Вот в Вот как, следующий раз задашь вопрос. Когда сказали, закончилось все, тут 5 часов наступило, все, ну я только в эфир зашел, я уходит, не все, знал. попрощались там, Я не все. знал, что собирались прощаться. Это раз, я только зашел в эфир. Я, 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 честно говоря, пропустил этот момент, когда он я это просто его высказывал. человеческое мнение. Леха, мне грубить не надо, я с тобой нормально вроде бы. Не, во-первых, с тобой к тебе Да я лично не тебе не обращался. грублю, я тебе не Хорошо, я грублю, понял. объясняю. Ты Я просто не понял. понял. Когда Не, говорят, я когда понял, ладно, говорят нет, Леха, люди, смотри, может, встречались с конем, бог, ждать, тогда до твоего дома не дошли, как ты его мог встретить? не, я понял, Нормальный вопрос, это дайте. правильное уточнение. Но мне было интересно, просто его мнение было интересно. Допустим, даже вот мы бы с Гитлером бы там в союз вступили, бы, вот он нас бы считал бы за это предателем. Тут уже можно было бы понять уровень его вот этого вот там его там демократизма, какой он там антирусский, антироссийский. Если он сказал бы, да, вы предатели, то мне было бы уже там ясно с ним. Если он не сказал бы, конечно, вы не предатели, вы хоть самим дьяволом заключите союз ради того, чтобы от России оторваться, то это абсолютно нормально. Вот мне просто вот этих совковых людей мне не интересно. Они многие... Так, это только у меня не слышно. Я тоже не слышу. Его Майк, не тебя не... Да, выключить, нашу душу. Сейчас да, that's away, Ну, я, честно говоря, уже духамаю, дословно, что meldīju, кинуть на мотовой, в Киеве, чтобы писаться до тебя, то пропустить один момент, и я бы это тоже подчеркнул бы там, воевали, не воевали, короче, момент. Дела, дела, что критично, да, даже Эльчи, критика. Да, критично дека
Италии, Азербайджан воюлер, да, Тидер Чосу, ну, в начале чували. Да, и тем мюхин тачу эл та у Азербайджан, гунядин, права человека, и تعونادن أذربيجاني وحن وقت شو عبد الحظ أكوباتي ونشتغلت لنا خيون إلش يعني زنايبا إيه دقم هو ده كمان أذربيجان Nagorno Karabakh bal boy plastilini bal boy we bal bo shum do da we chwa os там подбить белашну мост бал буквой we bal собственный бал бац доком да Ну, я его выключил, с выключить твери на глаз. Войн вышел, что те мерцу затягивать яшек. Пускай же азербайджанцы выйдут с ними на связи, пускай говорят у себя там. Вот Well, и Гумдой, представь, если вы сейчас как бы проанализируете, да, происходящее, еще йол арабо-израильский, гунаден, хуюис, Палестино-израильский, тига хидун арша будулак, ша йол ичкерийский, байракья, да, букая, ша тиглил шабун, теперь, короче, комментариш, язеш, тен лайк шитош, тига жуктишин, угрожать деш, тига хирбун, тана сомалийский, окопшош, тига хирбун, да, тана Франция, гунаден, Ассаламу хуй алейкум музей, всем мусульманам. Музей, короче, то, что бош, Франция, алжирский, уж спасти, где бош, тана, тига ашевун, то есть, одунен чва, мел, урк чва, дуалшек хакан, шииты, хачи чвадек хакан, олш, мадар далада, но шие гулк тадойза хакан, шие, фокуза, да чу ели, тана, ташико комментарий, я здесь, вот, даелла, шу положение, شوش ناخ تقية شو أرمانوي شيء غول قوي شو إس كورت أيدن открытым забралом шамил на чувел короче Азербайджан бошлет от армян ну асхетнак хвату уже хвач дерцо итига асхетнак хетич хасрезус ё аш хутар му хакамел деш хахунда чай ди чума до чатана ищ просто себя поставьте на место других иншуна цыганёнок хаве иншута нормально, на ноги хватит. Запачи алкаю там времен 91-го, 2-го, там 3-го, 4-го годов. За какой-то цыганенок, я иншун запел, что чальча. Шамилю, вообще, меча, хаялла, меча, я элла, цаю, что налил, что просто реакция на вот такое. И что? Salam deler şu gokça. Salam hayız. وعليكم السلام ورحمة الله برحمة هنا نبي الله شهادك وبركاته أو يستلت سلام دلك هم دويتي دا سلام دول ثم أخي بيشتغل. Salam hayat. Salam masara. Devam. وتعني حلقة أبرد وتستدي إشتات أما إشتا أردو خمنا جعل طبعا ويربلو إشتات يعني دكا ذاتش دنيا شا ويربلو إشتبوه دكا ذات دي ذات يعني سيريا نوكشي بيتس فلسطينيا نوكشي بيتس مسو متى تبيتسا ديك بول بيشبوال مسو متى چامبوش تيشتو وي أخيناهي إبس نواتنا إديتا خمال دويوي Чому перед кем-то оправдываем? Мы не оправдываемся ни перед кем. Что тебя ешь быстро, что هنا دوري باش إتي هيك شو إبيتشي تبيتشي ويتجاهيت دلتا هم ده وي просто ермо фули таюк мехтек да уж мечата саваться до войн хуар до войн мечадо цен подсказать и до ушах что дружить да ишмаилы
عجب هر شوية سنة وصلوا شون هر شو قدو إيش دا هذا فإيش هما بنيشم وين يوشر ما دو إيش بس يانا يلا يلدعيو الخير خير ميات وتجيم مشتعل بس يكون شتي خويتين تقام سن دعو خير ما دو وتحتاج إشتا يوم ما تيجي تجيم نيسا يشيات أتير دو تنا تشويش كيه جدا تشويل Suunam tayız, ter çürüseniş tayız sun. Ingusha чеченский границы, Дагестана чеченский границы, Грузина чеченский границы, худал цаха сун вообще. Богатан мутаэла, эттятан мутаэла, эфкоза таэла. Фуду тер büyük hatиг yok çuvel, işe do kiye hat, şe bol kiye gebin, ada kiye geçken, khiter mawatsa. Ha hay do suman da mu qisla ha hay hudu ta us do gatan babushko eler bor. İşte madu iter olkşa ha sababushka yoği ta gebni ko ta sletni şrasranet. Ya что ta ol ha le صدق قميل شتاش تا قوي وجهش. وي كيه تا دول كدو تها وان كانت انت свободен. Да. Вот, сажим. Грамотный халдезвый. И чаш долго час, сажим корт бобеш, волчу, еш, кардолчу. За еше еш, хара ауш, за анализияш. На худи, я, за дискуссию, валли, халта, информации, набрать, я шишца. Бобу безорвы. Звука, кардолчу, кэчу. Смело, ханилчу. И дорхуан, пойдем там. Да, иди, самялка, дорвы. Разносторонних, образованных, здоровых. А что, пич быть та, харстек, дийца, вот пазды, войн что, хуми, цун, цоди, что, хуми, сапазу составить, моего, кауина, цан, хэча, и хэч, ажа, хаку, хар, эйло, хинцогу, хар, бо, сунгинек, харду, алла, штат, цюк, харстек, гадахка, самомент, ерюэ. ده وای تر کنفلیکت تویوقع Azerbaycan وای Ermen وای لات إيش ديش فداتي وای طبعا Azerbaycan شخ ناقوست ببيزو Ermen شخ ببيز يخ تر ولقلو يوقع خيتن هذا يرزق موشخ فالتك يجوش شتيها توركوش تيا كيلش أيش كذا دويشتو شو هنا ناس كشلو وكردو فالتك يجوش هم تعدي يرزق تمام تجيم ده حق وزهرلات ده حق وزهرلات دوتش لسه ده شو قال إيش تتاني وقي خيتن تبح بقى يشو هذا تسمع بروت تي تعن تير دو تعدي يرزق وين بركة الخربوك وشو سوي إستوري ده تير تيوقي ويستن تعيش أقول تعالى ليشي فقط تختين شخل تعالى تعالى يقيد وتعالى وقع يقيدات بس متى كونفليكت وقع تعطي ختين تعالى использовать يشو شو كنا يشو شو اللي يلو تقيد فيشو обостряет вашу ситуацию. Просто аласа Европе хиллагяса туркши сирийчен юкаса доудальчен. Ноши использовать бешпарцар. В Европе не духали очень хиллагяса, так конфликтятер цюка. Турк пойдут Бенецига и пойдут. أوجان شري سنة عبر تورك شوق عبر با تورتا تايو حيزنا короче أو سري توات تايو حيزنير بير دوي نسيل وقت إبير كاز يوق أتر توركوش إير بوتن شو بيت واقع خلاص أكاز تتوحيزن يو سريسكي واقع توركوش نقطة عبد تخينا سريسكي يو خيش تون تعدش لوح دولش تخيل وقع просто شيء نجي نبوش إشتنا تر إنه ويلسكي قوز بايرو بيو خارميتين شنا توركشن دوحل سريج типа ищет по беспределу галаки насак туда-сюда типа бехки вала чувал веза. Да хакер ног чистия хума ойтен зависти бина доца тия до хаузушта игрушки знаешь он нестиha чудо охтял тар хауза я дахер штор или штаюч. И сан что хаузен вай лук чуферш.
Примеру, геноцид армян сундуку хз, халк стереотипе дуку армян шабаши иш будет, когда армян родился, еврей заплакали. Ну да, наподобие этого. А там, Ойли, что, и турк, что, цана, да, алтайский, степшка, да, шекачевать, что, хабях, да, Кавказе, масалла, армянши, да, геноцид чисто по религиозному, что имперческий, и не хабаш, черт геноцид латин, чухроман, да, насколько я слышал про них. И кризин цари, на. Сейчас, да, Кавказе, боча хабях, когда на Кавказе, воин, то масана, чапму были, и Монголии, тяги, степники. Войтон, бусов, хольчаны, и нис, уэрчер, войнис, собой, войнис, хаустиз, войнис, вантирят, что лацуман. Бусов, вала, кес, тола, да, фален, адам, мады. Войтон, бусов, на что бош, мацадеон, на, даже от бусов, на, от хабякам был, от сиджукш, османш, перш, кибеш. Ше имперский, ше ук, шаптоп, ше, на. Эсметиге, эти, Карпенко и Закаевич взять интервью. Вот что, была комментариев, наблюдать. Я ж просто что, бля, на самом целичке, что писали комментариев, скриншот, что. Примерно буду тебя звучить. Ну, Сработало. Так, что? Так, уж мусить, отца. Держи, что я за комментарий, я глаза. Чеченцы убивали грузинов в 92-3. Они воевали в армии расистов и помогали оккупантам оккупировать Сугуми. Никогда не верьте чеченцам, они предадут. Они предали и позор Кавказа. И предатели позор Кавказа. Вот само. Ser prezident, moj doći Mokača, da jole zudiješ, dercod. Ага, что, Gamsa Hurde, как попал в Чечню. одно лицемерие, значит, ну, чеченам. у нас много есть, кто куда-то там на всякие фронты ходили, несмотря на... И Да, нас Сталин загеноцидил вместе с Берией до Гумадуйцан. Изо в царской армии и полководец Халбу лелаш миршбу. Нохчем бацига воент или твой дойш лелаш. И сразу делал ту одежду эльчен, да? Только да, сказал, если что там сделали. искать точки вот этой агрессии, наоборот, точки разъединения, там, конфликтных ситуаций, то там можно много скелетов достать из шкафов. Просто, Просто чуть-чуть более штахетил, скриншот, одно лицемерие, вот само, значит, чеченов разделяете на кадыровцев и на ну, кадыровцев. смотри, Эдам, там знаешь, что может быть? Сюда может зайти, например, какой-то русский говнюк, вообще-то чмо я конченый последний, и развести чеченцев, которые сейчас от резко сейчас бешится, бешли, школы, но что будет? Просто что чмо и говнюковы, под 10 никами, оценить дела, чего, что я здесь, что цундухал, ник, печники, чего, что я здесь, полностью, что он не щаден, вот что дебил, сказал бы, лопцун, например, бы. Пожалуйста, отца, у отца.
юртхо тумсо ну ну кунца никел шуца сенгера. Hatta Шамко Бош, это Зудимачен, Татида, Вины, Карет, почему убили Илеса Дадакова, Дадакаева, так, так, Сила, Волчу, Вы же понимаете, что точно так у армян где-то в чатах, у грузин где-то в чатах, у дагестанцев заходят те же русские сидоры и точно так же пишут, я чечен, туда-сюда. Чё что он просто даже чат рулетки, чаша чечен, ну бож, та украинец, та разводить, беши, ука, разводить, что в эту сторону работать, где что кет макет, что кете. да, конечно. Аруца, Ишт, Юртхо Тумсо, Юртхо Тумсо, Сила, Волчу, Алла, Куэль, Хабо, Закаев, Ишьел, Мурта, Дюк, Хок, и Кадыровский, Шныряш, Хайвежи, Бу, Ахцан, Ира, Мялью, Новчичу, восстановить. Чахарца, Ута, Тумсо, Юртхо, Уша, Боса, Таши, сообщение, это что на почве религии, Мурта, Чи, Боса, Солши, Чи, Хабашич. да, бесполезно, моду, я мелчо религиозно. Движение шпагинет, я. Это ваха ин тазол кинши церковь. Надо ноги у нас департамент экономики там для развития. Я сейчас не хочу говорить. Я ж да? А экономика, а гум окун гуюр окун. Обычно ще посагу куню. Я там безлики жамачу. Пест управлять беш. А экономику маят. Экономику миеш эрду. Мадуй. Экономик. Хилит ху экономики вичера полностью. Ху экономику. Крыма хай. Ху экономику. Захватить нем. Донецк, Луганск, тебя. Украинскую экономику развивать еще. İşte ekonomik yok o ya ekonomik hayat. Ekonomik хылайф. Бинеме я на поставлю что. Иштумду ну то и мел чохта лайфхак келчин идите из наоборот воду хундельч. Вук золкин шини тедеркиеч еще русский шнек шини цен прекрасно хама хайдать сапер исламистские наклонности шиекер движения. Из-за войны просто Мелчо быхта что мелчо казаться беш, видимость хвататься кефишин, это наоборот для нас хуже, потому что тому эрдонец. Я, например, сижу на твое досье, смотрю, и как в воду смотрю, вижу все насквозь, да, хашел сущности, ханизамши, хашел деятельности. А ты сидишь мне здесь, и он говорит, что это аудул хеч. И я такой на тебя смотрю, да, короче, а я говорю, что аудул хеч так собой, да. Ищ ситуации мои куда. То есть в мире примерно вот так вот происходит с вот этими политисламистами. А это, короче, шанс маят просто придает в дальнейшем инициатив сейчас. Еще под сомнение просто хейтёкер. Чем больше он врет, извивается, перевоплощается, тем это хуже будет в будущем для нас. Потому что мы будем тоже такими же извивающими короче, ешбих чол, хакарел, гошужа вайла чо, демократ, спартакрат, сейчас бишь мы будешь. То есть для кефиров. Царел чо, вай кумадицу, да? Даже царь дицу, штег глилу, да, цвадедалу, да, сунде, чо халка дупец уже царь, не убедить, да, свой верблюд читается. И чего, и хазбол, бука царь,
Рэм, вот как твои впечатления от армянского сообщества? Нормальные, абсолютно дружеские, такие, кроме налаживания дружеских каких-то отношений, позитива, я там ничего не вижу. Остальные какие-то Deutschland, ты знаешь, тоже России свои, короче, туда-сюда, из уже часть байл, Не, вопрос не в этом, не в исторических каких-то спорах. И там, каждый при своем весеру тебя, это ни к чему. А в том, что там выбирать придется, либо дружить там с азербайджанцами, либо с этими, с армянами. То есть с обоими дружить не Не получится. согласен, с обоими можно дружить. Более того, можно делать так, чтобы их конфликт, то есть участвовать в их, Улаживание э, конфликтов. да, в их наоборот, как, урегулировании. Ну, скажем так, это все от них зависит. Если они будут санкции воспринимать это как враждебность, Ну, то я знаю жить. азербайджанцев, например, как минимум несколько. Так, нормальные отношения, чувства, зачем мне, что, например, Не. Есть что запрет люди. Он, допустим, государственный какой-то или близкий государственный структур, Азербайджан, честно, отношения налаживают, здесь автоматически они ухудшаются с армянами. А с армянами налаживают, здесь они автоматически ухудшаются с закон сообщающих сосудов доходит. В одном месте прибыло, в другом убыло. То есть тебе придется, хочешь, не хочешь, главного союзника выбирать или главного партнера там, торгового, там, экономического, военного, какого угодно. Тебе придется выбирать между этими. Щи, как на двух стульях. ну, если такие, кто будет такие условия ставить, ему придется самому тогда как бы уже это выбор делать, потому что, например, как народ азербайджанцы, это точно так же для нас дружественный народ, как и армянский, наши соседи. Несмотря на то, что там кто-то кочевник, кто-то не. Я поэтому интересовался вот это ДНК и Мадер Хацеэла из Сочин Сигата. Курбицерство, но Сочин и Хуерсейс. Аутосом шиится тест был швейцарский, но и отцовские линии и Y хромосом. Шуна прекрасно махай азербайджанцы, армянцы, войнохцы, дукка цани охштига, мертик швой. Не вопрос этого. Ты опять скатываешься на вот это. Там каждый при своих будет. Не они тебя не убедят, не ты их не убедишь. Это и как бы и внутренний пропаганда. Речь идет о политических каких-то отношениях, взаимоотношениях. То есть выбирать придется более, короче, скажем так, с кем вести это дела, выбирать придется. Иду тебя. Лавировать это правильно, это нормально. То есть Например, наше руководство никого не выбирало. Прежнее наше руководство, я сейчас, если рассматриваем мы политику государства, да, не просто наши какие-то общественно-политическое движение, а уже законно, если руководство страны нашей рассматривать, то руководство страны там наше в прошлом, первое, которое было, несмотря на все какие-то чьи-то конфликты, абсолютно вела политику дружественных отношений со всеми соседями. То ну, есть нас, нормально. нас тяжелый перевес был в азербайджанскую сторону. Даушин, да? Так-то да, азербайджанцы более, короче, больше связей. Там выбор был сделан во Ну, где нам будут больше как бы предрасположены, там и где нам, ишкихали, где нам выгоднее, что по
где нам выгоднее, где наши... Ну, я не обязательно там выгодные, например, если мы можем пользу принести армянам, армяне нам принести, плюс какие-то соседские взаимоотношения, если мы сможем как-то урегулировать, я не знаю, цажим военторет, ну, военторет вайлук, да, генерал шиса глеч таюка варт, тогда снага утюка варчуна хум приет, короче, ну, то Не, ها царь. ну то شيء هم تو غتي سات وقت короче شيء ده بس ولا عطيه دعوة شيء Почал, что ж, аж нахбун. Это наоборот, короче. هي تشوتوندل واي تا вариант моя только уж примерить бардочек. Ведь я, например, вообще против, чтобы зачем аудул гумаду отцол ци аенда тебя. И вопрос что решить белурдол, что ци цай, что При основе этого, что люди сунха, сунха. ну, давай. Look хат урт büyütler да, свои чоду, и хунядина, дуй, пиемат, дуй. Историческая ложь. Истории, ну, в основном все конфликты начинаются с мировой, июля, такое, не знаю, как мировое правительство с вооруженными силами, которое не позволяет народам историческое врать, то есть силой причем. Потому что от сумантиоло массу адам биш это сумантиоло дулошло. Даже в Украине или был иракский, будлакший, шовинистический шей русский. Еще могу точно так же исторически. Ключе биттен школа, в России, великих илла, Украина, в Иходе, зводи, первина, бошцана, чуеттен, их умён. Был бы такой, не знаю, институт с ядерными боеголовками, летающими тарелками, чтобы заставлять эти народы прекращать не говорить пропаганду вот эту, врать, придумывать мифы. Вот этот армянский их миф, он их к чему привел? Какие бы эти ритуалы? Абсолютно ни за что. Ну, царь, миф, царь на гюе, ухер, на гюгоин, опять-таки, А вы цани, руша, что вы бокой воуша удит Анна. Это наше право. Ас просто муба хаон ас инте чуе тем de shi tuoler su chata bo charu песлоши хуна один са чуэлшт та хуна один право Азербайджан сов туда-сюда ю свободен воша вай тем вай спешаллак дин оккупация кела хаон шун саха ну, в 17-й, вай свободайшься, а летишь, что мой меч что цена, у меня один наши хакер, хочу чугайши, дочер, квель шукайши, свободайшься, алло. Вай вообще та нахья моя, алло, вай инца цакиет, та вообще нахья свой, ноль, полный. Еще вопрос тебе, Иван, по поводу государственного, например, управления с этой позиции, например, рассуждать, что почав связи завязать чуха, взаимовыгодное сотрудничество. Вот взаимовыгодное сотрудничество с Азербайджаном понятно, с Турцией понятно, с Ираном понятно. Садел, с них, короче, там какие-то промышленные технологии, товары, каких-то людей учить, там они инвестируют, турки любят инвестировать деньги в разные эти ишца, бал, прейдбу. А вот именно армян, Сергей, как ты думаешь, прейдбу, вопрос ты об этом думал? Просто дупает буктерия, любой жуктичунах, бюржичунах, одиненчва. Шегулк деш беш будет, а чё пронырливый массо иргамох беши. Полностью ишта. Цунтихин, ты дюрста юрлан, и полностью я я шадату, шист лил рухук, нормально лил хичан. Но в таком образе такой привел, но другими словами ишта.
يشتغل هم نحو ناقص خروف يشتغل هم نحونا ناقص تلخردو إلا إشتغل أدوات خلدا تيسيج ناقص تاليل يشتغل شبال أركش دات تيك شوكايك شلو حق يخدات يخسج وأول حاجة الحق أركش شو حشول لخوزا هر غلق دالله يك لوغر أركش شوال سيجا هر غلق دالله يك إشت ديش مدو يغلق طبعا فن هرشا دقلات الدولش دلها конечно أحوال تبيش танцуют هم просто اشتغلش лишен главное что но если мы рассчитываем что хит слушать хильча ويقام جيم самосознание حقيقة при этом чудово хильча из-за войны юшер моду шаду оркш это использовать конечно. Нет, там все же надо грань какую-то соблюдать в этом деле. Надо на интересы все же смотреть. Конкретно. Вот, да, Чем да, мы можем помочь и чем мы им можем помочь. Вот и я взаимовыгодно буду цель, буду отца, он говорит, момент какой-нибудь. Потому что я это не вижу просто потому, что по техническим причинам, не по этим, не по эмоциональным, не по этим, не по эмоциям. Hokus ēriens, dagdon, tā Беларусь, tā Украина, tā Югмехтичли Лёрпой, tā мероприятие, шеш, поддержка. إيش تبت كذا ودوق ووش حلو إيش توقع على الله كذا إيش تلو كذا حقوق استخدش دالش كروتش следующий уровень вол هاشتر هدو إلا إيش أنا جوزل شوي نيختار بدون شو على يلو شو إيش تانتي قاعد لها تيرس دوت خلي يلا إيش تيجي فهم نشيط بول تيجي وما بالنيرة تيرس Фетца, вот ты же делаешь, поэтому, но вот на это же нет кому роз, там есть, который вообще он абсолютно короче. Никакого смысла нет. Да, можешь просто... ну إيش شوي إيش ما ده но та дебилокши всякие там терю сепчлеры, вообще интересно. Ты просто раз, я полезно ходишь, ну ده هم ده تعبير وائل ورد سجدة تعوق حاجة خير سواء قوز عليه اللي مقدوك خان لم هو نتهم إيش خنا هو ناش حاجة أقوز هر تمت تجون هو قوز حقوق الله يك خان لم تنا حاجة هر تنا وستو هر هو قوز عبيس خليتيز اللي هو كنت هقير قبليا إشتو هقير غلق إشتو إلا هاي غلق ليل ده تعطيس إنه ليل شو نكتشوي تيك قوتش يوك ماتريالش ناس أهو ما سيرتي واحد خين ها دايخ دوغر نك إنتيرتشو دوغر نك جايزو دوغر نك قهدو دوغر نك وين تاتنا وستروات دوغر نك На уровень ты опять на уровень людей сходишь. Если рассудить твоего, Эрик СНГ, это кто нам помогал, где у нас удавалось какие-то дела, с этой стороны насматривать добьешь. Азербайджан, спастись на Азербайджане, Адам, от Русни. Ты с этим согласен? То есть, так, пример есть, что вот их подчалху, вот их руководство, несмотря на России, нам помогло. А вот это вообще на нас там видишь, ситуация в мире, она меняется. То, что раньше, короче, у кого были отношения, там, например, со Русней там, или с другими, они поменялись или в дальнейшем поменяются. Это что? Но моя поменяться, за пример, хочешь, так, так это ни о чем. Нет, я такие взгляды я наоборот за то, чтобы выстраивать мосты отношений там, с людьми, тем более с общественно-политическими деятелями. А так просто масса лича абсолютно молит. Но в первую очередь отношения выстраиваешь с теми, кто тебе в трудную минуту помог. И не просто даже помог, а что тебе выгодно с ним даже выстраивать. Нет, отношения выстраивают с теми, кому друг другу симпатизирует и кто нормально считает свой волшебный, он хатигаешь чальча,
конечно, хотя Мелдул هر هم ضيع شوتين سون تدا سدا الباش واحد شيء хотя نرى شوف محتاج لي أبشي سنغوق قليل ورجعت سياسة وفي أقبل شو رجع видеть وين قيت ما قيت شنو то есть لا أحصل приходится рисковать с людьми вести общественные отношения какие-то и иногда удачно ходишь иногда там использовать бареш лемнюкишный слог и слог что по-разному ходишь но если хотим мы вести общественно-политическую какую-то деятельность, тогда придется все-таки контактировать, обжигаться, потом вставать, падать, опять подниматься, идти дальше. Для соблюдения баланса азербайджанский пригласить то языка. Все полностью с распростертыми объятиями. Жукты везу. Я за то, чтобы побольше жукты. Жукты у нас был, по-моему. Ну, я бы хотел, чтобы в ЧДП Жукты приходил, потому что мне нужно с ним информационно поработать, Жуктыш, чтобы объяснить обществу, насколько тут облапошивают всех. Нам То бы, есть знаешь, тоже полезным был бы не русскоговорящий жукти, а вот этот, не знаю, такой жукти, не совковый жукти. Ласком, к сожалению, ласком отпушки, так что проблемно. Üç buçuk ару теж пише. да, скажет, юг мехтегиот, все будет, а нормально. И керует, что ты кушаешь. Или когда цель мне нервы, если важно, чем мы там дышим. Доброго времени суток. О, Машо, привет, еще раз. Здравствуйте. Я здесь сегодня где-то несколько часов назад, 5 часов назад был. Я думал, здесь это самое, будет обсуждение. Потом я пошел на работу. Я услышал кое-что. Я хотел бы слово по поводу нашего уважаемого собеседника под ником Тесла. Я хотел бы кое-что поправить и все. Всего лишь. Господин Тесла, вы сказали, что у Армянской Республики Армения один союзник – это Иран. Значит, у Республики Армения 6 договоров военно-стратегических. Просто поправляю, и все. Значит, 6 договоров. Один с США, один с Францией, военный союз. Мы говорим про военно-стратегический союз. И еще несколько договоров с Голландией, с Норвегией, с Исламской Республикой Иран. У Республики Армения ни одного военно-политического договора не существует. Есть симпатизанты в Армянской Республике Ирану, они есть. Есть симпатизанты к Российской Федерации, они тоже есть. Но сегодня Армения заморозила свое участие в организации договора о коллективной безопасности, а с Исламской Республикой Иран у Республики Армения ни одного военно-политического договора не существует. Вы об этом сказали, поэтому я просто исправляю. Если у вас есть... Поправлю тоже. Я нигде не говорил, что у Армении есть какой-то договор с Ираном. Не, вы сказали, что единственный союзник у Республики Армения это Иран. Подождите, дайте мне. Я говорил на чеченском языке, вы не могли знать, что я говорю, если вы тайком под чужим ником послушивали, в чем я не уверен, вам кто-то передал мои слова. Я не говорил, что у Ирана и у Армении есть какой-то договор. Я не умею, во-первых, мне 56 лет. Я даже не знаю, как делать второй ник. Но я не утверждал, что у Армении и у Ирана есть военный договор. И вообще какой-то договор. Вы сказали, что ищет союзников. И вы говорили это на чистом языке Лермонтова и Пушкина. Я никогда тайком не заходил. Я даже руки поднял, просто я был на работе, я не успел. Сейчас я воспользовался возможностью. Я сказал, что у Ирана и у Армении есть военный договор. Нету его. Это я сказал, да? Вы сказали, у Армении единственный союзник на Кавказе. Да, это но при Иран. чем здесь договор?
Причем здесь договор? Потому что, когда ты говоришь союзник, ты должен показать договор. Это не я, кстати, и союзник слова не сказал. Вы сказали союзник. Я помню это слово. Я был, Ага. я Я слушал. сказал Ну ладно, договор, ладно, и а тогда прошу. теперь договор не говорил, а говорил союзник. Тогда прошу прощения, значит, я вас не расслышал. Армения не является союзником Ирана. Армения Сегодня. не является союзником. Армения находится в окружении исламских государств, если не считать России. И единственное, на что она может, скажем так, граничить и торговать, и иметь какое-то более-менее отношение торговые, там, политические, это Иран. Просто рядом... Что касается искать союзников. Вот это я сказал. Ладно, теперь Я насчет это союзников. Уважаемый мой. Союзники, он далеко. Я имел в виду локально, где рядом находятся. Теперь я скажу следующее. Теперь я другое еще скажу. Значит, мусульман, армян исламизированных больше где-то, чем чеченцев вместе взятых по всему миру. 20 миллионам армянам, в принципе, это по моему мнению, 20-миллионному народу, да, кстати, не только мы в этом положении, но и 7-миллионный черкесский народ имеет всего 500 тысяч черкесов на родину. Дело в том, что Российская Федерация не хочет, чтобы мы на своей родине увеличивались, а именно наше поголовье регулируется у нас на родине. Вот причина того, что в Республике Армения проживает всего 13% армян всего мира. Это у меня вопрос тогда к вам. Вы действительно считаете, что Россия каким-то образом уничтожает или подавляет армян? Я скажу вам, я один из тех людей, которые всегда говорили, и сейчас говорю, и завтра буду говорить, что в геноциде армянского народа участвовала ровно столько Россия, сколько и Турция. Я один из таких людей. На это у меня есть договора российско-турецкие в союзниках моих слов. На это у меня есть последние договоры 2011 года в городе Москва. Значит, на это у меня есть 1921 года договор о дружбе и сотрудничестве между Турецкой Республикой и Республикой Российской Федерации, Республикой Россия, тогда она была еще республикой. Значит, на это у меня есть слова посла в Турции, в городе Стамбул, тогда был столицей Турецкой Республики Стамбул, Лобанова, графа, можете проверить мои слова. Если хотите, тогда, запишу вам. Подождите, тогда из этого истекает следующий вопрос. Угу. То есть, если Турция и Россия, и русские наравне, то есть пополам 50 на 50 геноцидили, убивали армян, то почему русские позволили создать советскую социалистическую республику Армения? Скажу. На момент 1921 года, когда состоялся русско-турецкий договор о дружбе и сотрудничестве, в нем был протокол, касающийся судьбы остатков армянского народа. Республика Армения, восточная ее часть, которая сегодня называется Республикой Армении, не 18 года, не 20 года, была признана Лигой наций в составе конкретной территории Республики Армения, территория 70 с чем-то тысяч квадратных метров. Это тоже можете проверить. Значит, что касается этой территории Республики Армения, которая сегодня находится здесь, она была отчуждена, прошу внимания на мои слова, отчуждена от остальной части Республики Армения, ее восточная часть, и была присоединена к Советской России, то есть к Советскому Союзу. А остальная часть была отчуждена в пользу Турецкой Республики. А именно, конкретные города я вам говорю. Карс, Ардаган. Не надо перечислять, потому что это все же не ответ. Ушли от ответа. Я не ушел. Тогда Я говорю Россия. Тогда я уточню. Турция не позволила создать какую-нибудь армянскую, не знаю, турецкую социалистическую республику. Советский Союз или русские, которые якобы геноцидили армян, позволили это сделать. Ну, есть люди, сколько нас якобы, значит, столько, если вы чеченцы, столько же и вас якобы депортировали. Подожди. Люди, которые геноцидят,
не позволяет народу, который они геноцидят, создавать какое-то свое автономное, тем более советское, социалистическое. Не автономию, не область какую-то, а именно союзную республику. Например, Республика Черкесия, правда? Не вижу связи. То есть вот То есть черкесов тоже якобы отгеноцидили, да? Чеченцев тоже якобы отгеноцидили. Но Я вас так правильно поэтому понимаю? чеченцам не позволили, поэтому черкесам и чеченцам не позволили создать союзную республику, а армянам позволили. Потому что территория 70 тысяч уничтожена двумя непризнанными государствами. Это и был Подождите, результат компромисса Лозаннской конференции. Вы подождите. про Лозанскую конференцию, наверное, не слышали. Мне не нужно слышать Лозаннскую конференцию. Естественно, вы себя слушаете. Если страна геноцидит какой-то народ, она уж точно не позволит создать из нее союзную республику. Окей. Вы хотите об этом со мной спорить? В этом споре нет, это очевидная логическая То есть связь. вы считаете, что геноцида армян не было? Турецкий был, но не русский. Ага, теперь вопрос. Как получилось, что в 1921 по 25 года 500 тысяч армян были переправлены в Сибирь на денацификацию? Вы должны дать какие-то источники об этих. Могу. Майское восстание 1921 года. Подождите. Переправленные куда-то 500 тысяч армян. Есть там списки, все. Все есть, все. Вы в России? Кидайте мне в линк, потому что за все... Вы в России? Подождите. За 70 лет советской власти я никогда не слышал каких-то претензий от армян к русским. А от чеченцев вы слышали? Конечно. Да ладно, за 70 лет? Да, конечно. Вы слышали? Да ладно, в первый раз о депортации чеченцев начали люди узнавать в 1990... Киньте ссылку про 500 тысяч высланных. Слушайте, я вам ничего не буду доказывать. Вы сами, если действительно интересуетесь. Вы в каком городе? Все проехали. Я вам должен что-то доказывать. Ничего не вы сильно ошибаетесь. Вы еще сильно ошибаетесь. Абсолютно. Что касается... Вы проиграли, поэтому я отключу вам микрофон. До свидания. Дело в том, что это у вас в отличие от нас, у вас есть лобби, у вас есть свое государство. Я желаю вам его дальше продолжать существовать в этом государстве. Пусть ваша нация процветает. А у нас есть огромная проблема под названием ислам. И у нас нет своего государства. То есть здесь положение битый и не битый. Чеченцы сейчас скоро вообще исчезнут. У них язык исчезает. То есть в вашем положении как-то все это сравнивать с чеченцами, говорить, что армяне какие-то жертвы геноцида, армяне древняя нация с государством, с большими возможностями, с лобби, как вы только что сказали, с союзными договорами, причем с этой самой русней точно так же договорами. Кстати, об этом союзе с Ираном, или как вы только что придумали, говорил вот этот собеседник, которого пригласили. У него есть вот эта статья, я ее перед тем, как он пришел, вот этот Погосян, прочитал его, и он там говорит, что Армения является как бы другом или союзником или чего-то там Ирана, которые дружат против США и Израиля. Поэтому не отнимайте у нас больше времени. У меня нет времени на Армению. Ислам, одикейласунг. Принцу и пичу, чува. Что, это удобно смотреться. Вы аудишли. Да, ладу шашфорсу. Эффект вот этого вот сооружения канализационного под названием Facebook, он такой. Что ты думаешь по поводу? Ну, в Фейсбуке, много хороших людей, но в подавляющем своем большинстве там сидят люди уже не удел, неудачники, люди, которые завидуют всем и вся, и вот там они всякие сплетни, всякие склоки разводят, этим утешаются и психуют, переживают, но ничего не меняют. Они где-то в пределах
10-52 человек между собой трутся, они между собой эти гадости говорят, язвительные, пускают вещи, и все, и они вот свою жизнь проводят там, на этих страницах, они ничего не меняют. И поэтому они, Facebook, как социальная, скажем, страница, как социальное вещание, Facebook не влияет на жизнь ни одного народа и ни одной страны. Это такой пенсионеры, где так тешатся и так, еще раз говорю, в подавляющем большинстве там сидят неудачники, которых жизнь не сложилась, они обвиняют всех и вся, кроме себя. Они там выдумывают, этот предатель, этот работает на того, этот на другого, этот с этим спит, этот с этим встречается, этот туда пошел, сюда пошел. И ко всему этому они инфантильные, они абсолютно не имеют никакой потенции, чтобы ни это, ни другое ничего сделать. То есть это хлам в подавляющем большинстве. И поэтому я просто ошибаетесь. На вас просто плевать хотели. Вот муха пролетает. Мы же не говорим: муха, остановись, давай я поговорю. Да нет, мы просто от мухи, просто его там рукой, если достали там, и все, и забыли муху. Так вот, вы и есть эти мухи. Но превратитесь в людей. Работайте на свою страну, работайте на свой народ, на свою религию. Созидайте. Только таким образом можно стать человеком. Человеком с большой буквы. Здесь много непочатый край работы. Я сейчас работаю со студентами. В ближайшее время у меня будут встречи в ряде европейских государств с чеченскими студентами. Это большой материал, это огромнейший пласт невероятно продвинутых, умных, заточенных людей. С ними надо работать, и мы с ними работаем. Мы прорвем вот это кольцо. Ряд вопросов личных. Но вчера в телеграм-канале я сделал пост о том, что задайте вопросы, которые вам интересны. Живые люди написали вопросы. Мой админ выбрала на ее усмотрение интересные какие-то. С вашего разрешения предлагаю пройти по списку вопросов. Я по традиции не знаю, какие там вопросы. Если вопросы на украинском языке, вы язык понимаете? Да, я думаю, если что, вы мне поможете. Да, безусловно. Так, Дмитрий Карпенко. Это да. Ваш канал, да? Да. Это да. тот блог, который вы ведете. Да. И сколько вы давно ведете? Ну, по факту у нас два канала. Это основной и резервы с первых дней войны полномасштабных. Угу. По-моему, я был знаком с вашим, мы встречались один раз с вашим... Золкин Владимир. Золкин, да. мы встречались, да. Я тоже там был, когда вы общались с военнопленными. Да. Да, была такая тема. Переходим, собственно говоря, к вопросам. Могу парировать. Я брал 5 чеченцев, вез в мечеть. Я это знаю. Я был там. Это те, которые вы разговаривали в мечети. Да. Муфтий, который с ними беседовал. Он точно так же смотрит мои каналы. Время от времени мы с ним общались, я ему задавал вопросы, он говорит: все ровно, у меня как муфти к тебе вопросов нет. А этим чеченцам он сказал: если бы мы с вами встретились на поле боя, я бы вас с автомата убил бы. И Аллах был бы на моей стороне. И я, когда затрагиваю Коран, я говорю, что в Коране написано. Дмитрий, вот ты сейчас сам ответил на вопрос. Когда это говорит муфти, я знаю, о каком муфти и с кем мы разговариваем. Да. Никаких возражений и никакой угрозы в адрес муфти не было. Ты согласен со мной? Да. Не было. Просто я знаю, я его хорошо знаю, мы встречаемся, мы обсуждали. И вот как раз эти 5 человек, которых повезли. Я всегда в своих интервью, вот подписчики не дадут соврать, говорю следующую фразу, что затрагивая религиозную тему, я иду на тонкий лед. У меня к Богу свое отношение. У меня, назовем это так, там, кличка, позывной, как угодно, апостол, потому что мне его дала одна жена военнопленного еще в 23-м году. Оно так и закрепилось. Так вот, говоря о религии, например, я всегда говорю, у каждого своя вера. Кто хочет, верит, кто не хочет, не верит. Мне эта история
неинтересно. Но если около меня сидит православный, который говорит, я верующий, все дела, и я ему говорю, друг, назови ко мне 10 заповедей. И когда он не называет ни одной, то что я ему должен сказать? Не называй себя верующим. Я абсолютно согласен. Ну, относительно, смотрите, ну, давай. Если сидит мусульманин, не говорим там чеченец, там мусульманин. И он говорит, я мусульманин. Я говорю, ты в мечеть когда ходил? Он говорит, никогда не был, вообще ни разу. Я говорю, ты намаз делаешь? Он говорит, нет. Я говорю, зачем ты называешь себя мусульманином? Если ты Коран не читал, в мечети не был, я в мечети был больше раз, чем он. Я вправе ему сказать, зачем ты называешь себя мусульманином? Смотри, давай я тебе отвечу на этот вопрос. Бытность Советского Союза, когда атеизм и атеист, это движение было очень мощным и сильным. Был один атеист, который выступал каждый вечер по телевидению. Он выступал, я не буду сейчас называть его имени, он говорил, завтра начинается Рамадан. Ну, детей в школу отправляйте, не заставляйте, не вынуждайте. Это там, в общем-то, это религиозная пропаганда. В общем, вы должны быть свободны, мы люди, это самое, никто никому нету, никого нету. В общем, все это. Он опорочил и сказал, довел до информации. Но главное, когда когда советская система разрушилась, и когда свободно стали выстраиваться мечети, и кто-то у него спросил, а ты помнишь, что ты делал в этот период? Он сказал, ну я же вам напоминал, что завтра начинается Рамадан, а остальное, говорит, это было все, ну, то, что я был вынужден говорить. Я к чему это говорю? Вот в Чечне я просто по себе знаю. Алкоголик, если ты ему скажешь, что ты не мусульманин, он это воспринимает как оскорбление. Он может в мечеть не ходить. Ты, в принципе, классический вариант, ты прав, да? Если ты не совершаешь намаз и не придерживаешься каких-то этих самых, ты не можешь себя назвать. Ну, в душе ты таковым себя чувствуешь. Я в данном случае, мне кажется, ты должен думать не о том, который перед тобой сидит, который в мечеть не ходит, намаз не делает или пост не держит. А ты должен думать о тех, которые рядом с тобой. Человек, который воюет с нашим общим врагом, держит пост, совершает намаз, читает намаз и придерживается всех религиозных норм. И он, любое твое высказывание относительно религии, он это воспринимает как оскорбление. Вот поэтому ты должен о них думать. Потому что это... На YouTube-канале весь полиграф, там 3,5 часа. Дорогой Дмитрий, ты знаешь, полиграф – это не высшая инстанция истины. Мы же знаем, что такое полиграф. Как его можно обойти или не обойти, или выдать какой. Давай, я, в принципе... Военнопленный срочник не знает историю, как обойти полиграф. Мало того, там использовался специальный полиграф, где не было субъективного мнения эксперта. В моем случае я даже не знаю, кто ко мне придет на интервью. Я нахожусь в какой-то тюрьме, там в СИЗО или на лагере, и там есть список желающих попасть на интервью. И они ко мне идут. Если человек не хочет на интервью, список желающих попасть на интервью, и они ко мне идут. Если человек не хочет на интервью, он ко мне просто не идет, и он ко мне не попадает на интервью. Не, он может не пасть. Мне нету смысла кого-то, военнопленных так дохуя, что мне нету смысла их упрашивать, пошли ко мне на интервью. В этом нету смысла никакого. На тему оскорблений, то есть еще раз, чтобы доказать, что они пришли на интервью по собственному желанию, я записывал с Вовой, с Золкиным полиграф, который, по сути, полиграфологу ставился один вопрос. Потому что русская пропаганда как раз же включилась в момент того, что их заставляют идти на интервью. Мы получили этот ответ от тех же самых военнопленных. Ну, давайте я вам задам, с вашего разрешения. Пожалуйста. Почему русские боятся чеченцев? Потому что начнем с Кавказской войны. Вы знаете, после Кавказской войны 61% чеченцев погибли.
Кавказскую войну с русскими. 44 год, депортация. Да. 50 с лишним процентов погибли чеченцы и ингуши. Вот современная война, это по российской статистике, опять-таки я повторяю, 300 тысяч населения, и из них 42 тысячи детей. Если вы знаете, что вы совершили такие злодеяния против чеченского народа, как вы будете спать? Вам будет спокойно или вы будете бояться? Они боятся и правильно делают, что боятся. И правильно делают, что боятся. Буданов тысячи детей. Если вы знаете, что вы совершили такие злодеяния против чеченского народа, как вы будете спать? Вам будет спокойно или вы будете бояться? Они боятся и правильно делают, что боятся. И правильно делают, что боятся. Буданов, который изнасиловал, как вы будете спать? Вам будет спокойно или вы будете бояться? Они боятся и правильно делают, что боятся. И правильно делают, что боятся. Как вы будете спать? Вам будет спокойно? Что за молчание? Бестрю. Bak nama stolče lomu, ne ovo priloči se Задим лично умеет, но все равно он уже достал. Нереально, şey bütçeten vakit. الساعة مخاطر ارملو دنيا شوال جكتي ولا نبوك استون خزيشن يهون نوش تتيسر Tudo. Volşa ışıtari nettiyat. Karşı yine priznat diye bak. Cüktüş цаёйт цагинаци дигем по дуня чалят. Остальное мы не дадим признать больше. На этой почве конкуренции. Ладук шварсится сейчас, что-то почал ориентировать. Россия ще враг, все камел дирцер, вроде постоянно Россия из-за Армении они поддержку, сверхит с Болбан пишет, короче, Россия докаст, армян, что Да, очевидный факт. Что цыганцы, муж дома, вот те, что они 1,5 миллиона, оказывается, армян. Геноцидить на Советский Союз. Al het Gruzier is lezen, meschitin, выгнать, тебе охошен, тебе аж могут живых идти. 50-60 тысяч армян туда переселилось. Какой еще геноцид? Нахуй хави анул хашват, ну хуярцунти. Погася. Статья моется, я извините, это откопать, где он говорит все это. Против Латвии абсолютно. Тренд просто. Укрепиться. На Турции укрепляется здесь. Азербайджан укрепился так. И тоже нужно как-то выживать в этих условиях. Иран Трампу бомб Иран бомб Трампу так вообще положение декоряется. Әлі восстание в 2021 году Баварцовцам Россия, а Википедия что? Короче, это армянш, независимость обвинить на восстание. Их восстание подавили турки и русские вместе. Движение, он что идут, я решаю. Хожу турки и русские вместе государство подавить. Я знаю, что Российской империи распасться в один день, как раз таки и 20-й год был. Грузия ще объявить независимость, и армянша тоже почал объявить. Армянш сразу Грузии шаглак бахна. То есть была грузино-армянская или армянско-грузинская война. Несколько месяцев она длилась.
А потом пришли большевики, и, понятное дело, и Грузию, и всех там, и весь Кавказ снова в СССР засунули, и кому-то дали союзные республики сделать. Дальше Шейлабиш был, тоже коммунисты были. У грузин были грузинские коммунисты, там среди них у армян были армянские коммунисты. Они для своих народов пролоббировали союзное государство. У более мелких народов там их таких лоббистов не было, и им просто автономию сделали. Этой конституции تسلا شون سقطتش بالخيط هون Аудиш саннак нам именно относительно, вот это меня бесило. Дружеский, вайн дешуй, но самух, это комплементарный, вербов кяц, и сатца юрапцу просто. Я не знаю, миллионы лет эволюции, обостренной моей массу интуиции, понятия, что мы за километр видим, адам там, его, шуда, шо. Так даже по голосу, короче, искренность его сделал. Ту саму это шаж, дурак он, на самом деле он член шахи, алдошли человек, он алдошли человек, но ша дурак пишет. Ни психологию, ни человеческую, это он не понимает. Но тупо вот сачца. Кайло или да, вот, я не говорю, шкрифца, ни на что пригодно, это то, что говорится. تسلا سينخيتك Или على своровать что-то. سينخيتك على دو داخل بالقون غيبات سوزو شوز خلص ونخوش سلوشي تار ارملش كرمت كاياقي وقاك دالور يغو وقارا دبكو بود حباح كرقش دي قروش مدرعش يو شوز لو حياق دعيل يغو هوار حياقر امش تاقردات هند وي دو سيري إخا تخا مخايت أنا ديت أدب داني أوكراني عبوي وي وقعن إخي تنشين شو تدحكي دات إشت أخيت قصوني دات إشت قشت قصوني صورتي يغو بور بقوش حلا Они, خلال تبع оказывается, Аскидович говорит, шока, просто ты другими словами это говоришь, они в будущем далеком окажутся внутри мусульманского окружения, на небольшой полоске земли. سو بور شيء Естественно, هم خربوا بور социальные, ثاني какие-то народы, Тесла, я тебе в личку скинул ссылку. хотя бы Я не видел. северокавказские с этого исламского курса отойдут и не будут там, не знаю, за братьев мусульман там подыхать. То есть тут я просто. وتصابلنا حلا خم خايتان وبيش Делай эту работу искренне, если ты делаешь. Аудолш бутмеч, короче, сам манипулировать цеешь. Комплементарно, вербовку цеешь. Az искренне, yani işte ya töş malı. Дебилов разводить не надо. Мы не дебилы. Да, еще и армянский пропаганда есть воркыз. Мила, Джо, шер, будешь, да, это меня, да, так надеешь, это должен. Ну, Винц после сегодняшнего градус уважения к нашим мозгам у него поднимется. Он планку повысит. Тут я сомнений не вижу. суверенное государство. إيش دو где-то после 80-х годов Москва وليش بوزر سونش إيش دولش بخاصون إنت تعمل أطول لك داتا هيل دولشي تا إيش يحتاج شيء إيش المشتوش هرش تهاصون إنت مو بو نو سونغوش تو صورتا ويت جرجلوت اس ويبيرش تتدوش إيرداس دي على إيش قلنا شو على خير شوك صوت سير هون دا حال خل ديري Сабря, Бурак, ты срисован ссылка. Да, ссылку классно. И он отредотес на мяцер. What? Отредотес на мяцер, он ссылка. Ja, tas ir ančēnā. Ца 20 год, восстание гаем, там идет речь о вот этих репрессиях 37-го года, 50-х годов, там буржующие. Кулакищи, а? Да вроде бы, да, Сава говорил,
عندنا وقت ولس ودفت 50 لك دوش سألموشم تاني يعني تيم الشيب في هم برغون شوية شايدو بوكس دورنا ليتش داتي وقفلن تنقديوش إيسا وديان صبر أخوه تو داتي بوكناتيش بكرات هذا سنتي شات سنخدع قديو أخو ما يطلع حد يتنور явно гнатишь воркус. Просто ша находу придумываешь, скажа, запридумываешь аппарат, что находу, да, лишь бы рот что-то говорил. Это что могу, там ходить, чайди. Там, солнце. الشيء بيتش نرجع مرابل هاي سرنتي توم بيشوف أذربيجان چیز این زره که گناه آمد نسیرتی راست دیگه باش کنه Ну, церти, там бешчена, Азербайджан, шалят, шамиль, буквально биондацию, и там бахунда нахи асбол, бёрцу, элек, Азербайджан, шалят. أصفين نحن Tesla, третья, Чувеншина, Иран, Армения, союзники, Лацагорцу. ها союзники قال بس союзники تبعنا Погасяну, ваша бокс. ده السنسات يا يوك بس يعني التو أخو بتدرسي إنه بس يعني لا يعني تعرف ده جونكو إيه لا Bu firma borçlu, tamam, bir firma eder, soyuz. بس لسه ديوران إيه في صيفي لسه Он прям в эфире говорил, что Иран это чуть ли не лучший союзник Армении. уж короче очень Израиль бихалбу еще то есть Армения из-за того, что Израиль помогал Азербайджану в этой войне. То есть все эти дроны, ракеты, малой дальности, Искандер, это все израильское было. Так этими дронами, ракетами они очень сильно... Если Армения союзничает с Ираком, с Ираном, а Иран потенциальный палестинец союзничает и общается. Технически, да, если... Ну, против Америки, хуля автоматически. Да. Сатанинской политики. Хозяин хабар дают нормальные отношения, чуешь, просто союз это вообще другое. Союз это уже обязанности. У них нету этих союзов. Просто нормальные отношения Бог. خبر ديوتشن عادات تسلا Теперь выбор я... مدونة Теперь выбор я... دقادر Собор дела. Теперь выбор яцкий, потому что они в мусульманском окружении, если они с Русней порвут полностью, чего они не сделали, это багдадцы. Потому что Русня там отношения теперь лобби и Русня была, все нормально с Русней. А если они порвут с Русней, то так уже эти единственные Иране выход яцкий на международные торговые, на отношения, на все, на какую-то безопасность, там, сотрудничество. Они оказываются в мусульманском окружении. А Грузия слишком слабая, чтобы им какую-то там поддержку и помощь без чего уже. Ни грузины армян не любят, ни армяне грузин. Та же самая, кстати, историю вышло уже. Там это тыкнуло, то был древний благ, ухара, так уже великий Грузия, хорошо хлебать, послушал и ищут. Погасян васер, что дисрахам. Азербайджан хилац ашир, чуть ли не весь мир хилац андор томбеш. Елх почалкелер, Россия, Турция, Азербайджан, Пакистан, короче, елх почалкелер, изем лалошвар. Россия не только нету там герзится. Но Россия им бесплатно давала С-400. Он один, вот эти Искандер, Матюев царь.
في сақийтар серия в Азербайджан искали юраться. Россия давала им все, что они могли. Просто они технически были несопоставимы. Азербайджан с помощью Турции модернизировал и вел современную войну. Дронщица, не артиллерийца, не... Ne Tesla pagasanodīs, Россия juba против них tombeş, против Армении tombeş. Россия, Грузия, с которой у них на тот момент не очень хорошие отношения были, доуняли, чтобы они через свое воздушное пространство пропустили самолет, который вез С-400 комплекс, чтобы армян прикрыть. То есть Россия просто боялась Эрдогана, он дело не вмешивался. Но Герзица она полностью помогала. Просто ее Герз на тот момент был старый Герз, там ни беспилотников, ни это современный, да, цари. Армяне вот с этим старым советским оружием, которое Россия, короче, бесплатно передала, просто, это попыталась воевать, а азербайджанцы на тот момент наладили с помощью Турции, Израиля, короче, по лицензии Израиля, эти беспилотники на 120 километров. Царь ПВО выбить терцерца. Короче, отцерцан Израиль, они ее чуть ли не сатаной считают за то, что она Азербайджану помогала. Технически, уж как бы не был Азербайджан это диктатура, а Армения все же хоть и национальная, но демократия. Но тут все переплылось, скажем так. На что Россия обещает цари, российский солдат был швейцар, ради них, а Кара еще был без бара ради них, короче, но Путин не посмел Эрдогана, короче, совершать. إنت قوري قال لك تغلر لولش دحيدة الصعيد ده قال لك ور إذا ورت والله شو ور إذا صحيح إنت شام وير اتخبر تدات ساش أوغدو ساش سميلالر مدات كمل شو زو حياك نتاجرين ساوير است أقصو خير ده ديستيوتنا صدق عدق إلكتو تمسك تشوق يا استوين ورقتك شا ويلس تنتع إدوش واتر تشاء إلرقدوي شا سجت تشولندوي نكيخ كم ديكم دو تبو كيخ دو بوخ بوشو دعسا على حلالر نيس دو هو أولي كده شيطان Tesla واتر أرميني يوج عشول جو قيال واتر أس أرميني يوج نقول الوقت أس دين عيسنا أرميني دي واتشن شو هو هيتر إفر حالتي شا أرميني يوج داتر شو كتشسيات داتر دين عيس ندو غير شعبه شوي за несколько часов до этого. ساش بقر بوبوت وطعم شاش عير دات بو إشت عدي ترياتشاش неужели выберешь гордо тебе его? Потому что они находятся в окружении, им надо сейчас и территорию Азербайджанский, Халхи, Ба'ил, и Карабах, Гахал, وش ريز ما بركبتش هم أدمنات حتى إنها طاوش يسنجا حيوان تصير بوش هم شقدين كروتش يعني تدجد لسه انت ساعات там Турция будет доминировать все там никто больше не будет в этом месте ближайшие 50 лет доминировать кроме Турции это ее отчина. Совершенно убивается туктумай чёрт санитифы. Абсолютно, да, смотри, Бирбовки. Не мы ж к нему пришли на это, он пришел на нас эту комплементарную вербовку делать. Алдылхи человек. Шума там шильёшку. Вот цыца я ж мусить Это его работа, видимо. Согласен, что на
Черкеш был чувак на бог, жду чувак, значит, он с черкесами тоже работать ходил. Вот с чеченцами пришел работать. Вообще, лук беш будешь в любом случае, как я уже был беш я. Амел Бетс, он пытается использовать кого только могут. И правильно делает, что интересно. Просто нам не особо нравится, когда нас борят. Tesla caur bogdiešu vai šis teoršana ildīšu tāds vai caur udohašu caur diegdadīšu, nu, примерно, caur Не, шестерка шли верчавать, просто ще, не знаю, Esam izpaužot ceļu, ceļu opīt, viņš vainā lielā modizmu. Я не знаю, пички мне притит, vai пичься быть наить, честно, правильной позиции, или еще. Нам врать не нужно. Но он там, не знаю, сотканный из лжи просто человек. Непрерывно врет. В стакан воды просто выпить. Вот так преувеличивает, врет, преувеличивает. Уважение к уму противника, собеседника это называется. Тотальное. Edman podkāstījāt, mēs jau veicāt, Beritša dolčinā, Gobahtiču нирца армия. Так Gobahtiču начинает, сам Бог, Чечен Бог, это твой стол. Стята кампичица, кой печенью, Gobahtiča русский шери. Армяну дирк им дац, ишт друг халалка дой. Там дюнал долша бутани. Нет, в отличие от армии Хасуна, думаю, что азербайджанцы сравнить тысяч, они там и надежнее, и прикрыть могут, и супер амаль, да. Но хара какой-то сам, он непрерывно американизировался, я не знаю, что. Но есть путь, непрерывно и путь быть, я не знаю. Проблемы, и они пытаются ее решить, но правильно. Они тоже не хотят оказаться в исламском полуокружении или полном окружении с распадом быстро. Tesla Velkdals Буйхасон на личном опыте цер Бахрейниш Волоши штейца Олец Арменшир. В реальной жизни геноцид Бахрейниш Волжат Перши Волоши. Сасюличин цан Долданшан цан Армяне. Сюлич очень гелдол умсегали арсолектор Ворзен. Ухо, я тебя уважаю не из-за того, что ты такой человек, диктор будешь, я из-за уважения к твоей седой бороде не буду тебя трогать, а ты не хвалишь эти латы, стоишь, проверь их свою сенсатуру. Армянш, выживать дагерч будем, вы махай, вы хеч, моды. Просто политик-то, эш пшцебут, что бакдек шамадар дюч, ич дикхердерхса. Такие яйца я швоя. Такие. Причем такая, ну, готтер аудал хеч, хотя бы один умный такие, вроде бы там можно было потоньше такие делать, но не такую же грубую. Вообще аудал хеч. Ну, совсем тебя чебаном считать теж. Тесла, может, он думал, что Будулаки там, может, в следующий раз аккуратнее будет. Не, ну, видишь, там он есть по стандарту майницу, короче. Условно стандартный чеченец не еще все, а поскольку условно стандартный чеченец Будулак, то и по одежке протягивай ножки. Оп. Политический клубок Юхайшин. Вот сами подумайте. Израиль, Армении, Цаиз, Армянщин, Армянщин, Израиль, Баргия, Цаиз, Израиль, Иран, Баргия, Цаиз, Армения, Израиль, дик отношения еще, но Армянщин, Турция, Баргия, Цаиз, а Израиль, Турция, Баргия, Цаиз.
Ну, в Иране еще очень сильное лобби даже, если сравнить с Америкой. Там 2 миллиона христиан проживает, и в парламенте у них какой-то мандат тоже есть. В Иране президента фамилия знаешь какая сейчас? Вот это И последнее что-то было Рухани, наверное. Нет, Рухани помер на вертолете. Он тюрок, он сам этнический, если не ошибаюсь. Знаешь, какая у него фамилия? Пзешкян. Армянская фамилия у него, не помню. Пзешкян. Тут либо это армянская фамилия, понимаете, Ян это обычно, либо Ян на самом деле персидские фамилии. Просто у армян они персидские. Ну да, этот мандат довольно давно, даже после революции он там существовал, у них там особое количество, непропорционально большое, если сравнить с персидским населением, в парламенте самом сидит. Есть персы, это просто имперские народы, что азербайджанцы, что армяне, что там курды, это все вот входило в эту империю персидскую. Там еще куча народов. Еще Ну да, наверное, эта связь культурная на фоне еще чувствуется, что Великая Армения, Парфия, Персия. Через вот этот проход, но они очень хотели, они в течение 1000 лет пробивались через этот проход. Это Сюнюк? Между Черным и вот, Персидская империя хотела вот этот проход между Черным и Каспийским морем, Кавказ, завоевать и дальше пройти. Но они застряли и на 1000 лет из-за того, что там постоянно сопротивлялись. То ли лезгины сопротивлялись, нахи сопротивлялись, там, сланы сопротивлялись. То есть из-за того, что постоянные экспедиции оканчивались неудачей, их разбивали. Им удавалось закрепиться, потом они 2-3 столетия местное население персизировали, иронизировали, потом опять пробовали, потом снова. Это длилось прямо аж до прихода, до арабов, скажем так. Вот арабы уже начали это забирать, там византийцы пришли, но византийцы так армиями не действовали, они пытались христианство распространить и через вот такое мягкую силу забрать Кавказ. Что им, кстати, свое влияние удавалось сейчас. Потом уже время тюрков настало, пришли тюрки уже там. Ну, Персия все еще продолжала, кстати, конкурировала уже с тюрками, с османами. То есть османы забирают, например, эту Кахетию, там, современную Грузию, Картли, потом у них отбивает ее иранцы, Персия отбивает, потом обратно, потом вот так постоянно между этими двумя силами. Пока Россия не пришла, и уже там 200 с лишним лет эти территории уже там в России входят. Ну и касательно вашего замечания в начале, то, что не нужно быть ангажированным насчет вопросов политики, ну, наверное, это сложно как-то соблюдать вот этот момент, абстрагироваться от эмоций касательно вопросов всяких. Да, ну, у них оно очень, как бы, вот, у армян очень сильно это. Представь, даже христианство они сделали своим, армянским христианством. То есть вот нет уже там норвежского, датского христианства. Взять, превратить какую-то вон чужую религию, пришедшую, как бы в свою. То есть насколько сильное должно быть национальное самосознание, попытка националистическая, короче, свое общество продвигать. Ну, она работает, и я также и про вторую сторону, допустим, в этом диалоге. Первому человеку не понравилось, что вот он задался сразу же вопросом, то есть это его как-то оскорбило, что кто-то мог бы его предателем или так. Но я тут скорее ближе к вашей позиции, что в вопросах геополитики тут от этого как-то абстрагироваться нужно. Тут стоит вопрос выгоды в первую очередь. Да, абсолютно. Кстати, вот это гордиться тем, что ты христианин, вот мы христиане, это наоборот, это ты принижаешь свой народ. Знаешь почему? Ну, Господь говорит нам, не гордитесь, будьте Не смиренны. из-за этого.
Если ты говоришь, например, что вот какой-то народ, условно возьмем любой, говорит, что мы там христианство приняли, мы христиане, все время на это бьет на это, там строит эти церкви, все время про Христа, Христос, Евангелие, Библия. Короче, вот всю эту семитскую идеологию полностью в себе, как культурный бэкграунд, забивает себе. То есть это автоматически означает, что этот народ отказался от своего в пользу чужого. То есть он этим, наоборот, показывает себя, принижает себя. Как это так? Оказывается, моя родная культура, моя родной этот обычай, традиции, наша родная религия была слабее. Мы ее выкинули, предали. То есть это наоборот, этого стесняться нужно. Я должен стесняться, что мой народ принял ислам, потому что это не наше, это чужое. Точно так же и этот армянин должен стесняться того, что их народ принял христианство. Они говорят, что или скорее всего, это говорится, потому что именно через христианство этот народ и как бы возник. Тогда понятно. То есть с внесением христианства и появился такой народ. Ну, я вижу в этом два вектора. То есть, как вы говорите, культурная абсорбация, принятие проходит либо по римскому пути, либо вот как один из примеров армянский путь. И не только армянский, у ассирийцев почти так же. Ну, в Риме как-то это, на территории Рима это как-то лаконично сохранилось. То есть от античной памяти не отказались, просто как-то пристроили. И все это как-то сосуществует. Но в любом случае, это семитская идеология, она в исламском виде, она в иудейском виде, либо в христианском виде. Если ты ее принял, то это значит, что ты отказался от своего родного, ты предатель своего национального всего. То есть это никак не может быть этим поводом для гордости. Ну да, ты можешь примириться с этим, сказать, что ну так получилось. Ну, что уж теперь, ничего не поделаешь. Но поводом для гордости говорить, что ты там, я такой супер христианин. Но у нас такое христианство, это никак туда не сунешь. Ну никак. Ну, я смотрю на это с позиции, как христианина, так что, ну, это, с одной стороны, неправильно, но в целом, да. Это искажение этой религии тоже. На самом деле христианство такое космополитичная религия. Она про нации Да, вообще да, конечно. Поэтому говорить, что какая-то армянская церковь, там грузинская церковь, я не знаю, еще какая есть, коптская церковь, еще какая, это вообще искажение этой концепции евангелистической полной. Ну да, я полностью в этом солидарен. Гордитесь семитскими мифами. Все, это сразу же сходу ядерным ударом уничтожает любое вот такое заявление. Ну, справедливости ради, ислам из мифов перешел в военно-политическую доктрину, то есть поэтому он гораздо большая угроза, чем нежели иудаизм или христианство, если рассматривать его вот с вашей перспективы, как семитские сказки. Согласен. Вообще ислам исключительно нехорошая вещь, исключительно большая. Я вообще говорю, вот гордиться тем, что ты, не знаю, что твой народ выкинул свою религию на свалку, свои эти имена, все свое выкинул на свалку и принял какую-то пустынную идеологию мифическую из этой Синайской пустыни, это не повод, чтобы гордиться. В любом случае не повод. Ну да, там есть другие механизмы, можно. Ну, сейчас они вроде прорабатывают эти моменты, потому что возвращаются к Тиграну Великому, к урартийским хроникам. Вообще, это все мифически придуманные, подогнанные под это политический запрос своей нации вещи. Да, нужно смотреть. Ну, я думаю, вы не будете отрицать, что все-таки это формирует какое-то национальное самосознание. Погосян сказал, что чеченцам нужно и этим тоже заняться, потому что, ну, это работает. На уровне механизмов это работает. Слава этому Всевышнему, что чеченцам нет нужды
сочинять мифическую историю, как Нет, я не про сочинительство, а в целом вот проработку. нам достаточно героической истории, ее просто даже, не знаю, мы можем ее в мешках рассовать и нет, продавать ее даже. То есть нет нужды сочинять вот такие вещи, там, и копаться, подменять, там, это делать, искажать. Ну, я говорил про распространение, вот жестко так вбивать, Да, я пропагандировать это. не тебе оппонирую. Все понятно. Нет никаких противоречий в твоих словах, брат мой во Христе. Спасибо большое. Шучу. Ну, ничего, я помолюсь за вас. Помолись, нам это нужно. Меня всегда интересовал вопрос. Вот когда есть категория людей, вот иногда их называют патологические лгуны. То есть вроде бы они бывают даже такие безобидные. То есть они врут просто потому, что это как бы привычка. То есть они не могут не сообщить тебе какую-то информацию, не могут, не добавив что-то, не преувеличив, не приврав. То есть так как бы так само собой разумеющееся. Даже искренне будут не понимать, если ты их обвинишь там. Ты что, врешь мне? Ты что, нашел мне свободные уши. Вот как ты думаешь, когда они вот такие люди вот постоянно вот врут, они как-то какие у них могут быть ощущения? Они считают тебя дураком? Или просто это для них как чай выпить, и ты как бы с ним вместе чай пьешь, ты оба вы понимаете, что это не обязательно то, что он говорит. То есть не обязательно, что Но я примерно понимаю, что вы говорите, но я миллениал, дитя 2000-х, я вырос на стримерах, на нижнем интернете русскоязычном, и там есть такое условное понятие, как постироничность. То есть ты говоришь что-то без какой-либо базовой коннотации, то есть ты не уверен, ну, твоя мать мертва, что-то вроде этого. Ну, то есть, и непонятно, это иронизация, сарказм или действительно серьезный факт. Это из области вот того, что вы говорите. И в какой-то момент человек путаться начинает, наверное, и он примеряет эту роль, если это как-то близко к тому, что вы описываете. Ну, то есть он начинает буквально жить этим, наверное. еще одно, кстати. Это, кстати, показывает социум или круг общения, где он общается. То есть, если бы он находился, вырос там или общался бы, где вот ложь осуждается, за это можно отхватить, то есть он бы не, как бы вот эти у него были бы стандарты. А то, что он как вот врет, словно он воду пьет, означает, что он в неком этом окружении, где это нормальное, типичное поведение. То есть они как бы друг друга врут и без всякого этого не считает это. Да, то есть естественная модель поведения. Просто я когда начинал смотреть этих деятелей, потому что там действительно околоинтеллектуальный, даже не околоинтеллектуальный, а интеллектуальный контент, можно сказать. В основном философской какой-то направленности. И, и я в первое время не мог понять, на базе серьезной о том, о чем говорят, или так. Да, какая разница, что мы говорим, это все равно ничего из этого не серьезно. И ничему из этого не стоит верить. Вот тогда это у меня диссонанс возникал, потому что, я вырос на том, что мне что-то говорят четко, или если со мной шутят, или меня обманывают, я четко понимаю. Но вот такой расплывчатости никогда не было. Потом я как-то вник в это. Короче, мир наизнанку, где ложь и правда неотличимы. Они отличимы, но нужно интуитивно почувствовать. Вот сейчас он врет не так, как обычно врет. Да, что-то около этого, да. Да. Короче, я персонажа придумал, да, забавный получится персонаж. Буду его использовать в своих в будущих произведениях.
Человек, который все время врет, не обязательно врет. А вроде и в литературе такие архетипы вроде есть в литературе. Я пропал. Наверняка есть. Я говорю, вроде такие архетипы есть в литературе. Наверняка есть, да. Все открыто до нас. Да, вы говорили, что вы вебинар какой-то проведете по этому писательству. Да, записался один человек пока. Еще не могу Я тоже проводить. хотел бы записаться только устно. Ну, запиши мне в личку вебинара, я тебя отмечу. Двое вас будет. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Так, включился. Салам алейкум, Масайге. Сохашуй. Валейкум ассалам. Хашулам, халиф чували, столом. У меня вопрос, кто может ответить, такой есть, если позволит, короче, группа. Здесь я заметил, очень часто высказывают, оценку дают разным людям или организациям, комментируют, критикуют разных людей и каких-то групп, организаций и так далее. Как бы такая есть тема. Отталкиваясь от этого, вы сможете послушать критику и оценку вашей организации, объединения вашего? Минуту вы мне дадите, чтобы я нормально, корректно высказал, сделал оценку. Давай быстрее, пока халиф не зашел. Да. Вот, короче, да. Туда не плыви, да, акулы. Так, раз эфир на ЧДП канале закончился, там, скорее всего, там были те, кто здесь, в основном там тоже были, поэтому это продолжение того, что там было, продолжение того оценки той, который говорил какой-то парень, я не знаю, он насчет чеченской истории, насчет наций, насчет вот этих реально очень самых важных вещей именно в истории, которые за нами, та история, которая за нами имеется, есть. И рассказал он, и свою оценку дал, и комментарий свой очень, очень грамотно, очень правильно. Несмотря на то, что мы это и так все знали, но пока кто-то вот так красиво и грамотно не выскажет, мы не особо задумываемся. Вот теперь отсюда возникает как бы риторический, можно сказать, вопрос. Но это скорее вопрос сам для каждого, сам себе может задать этот вопрос и подумать, именно отталкиваясь от этого. Если человек какой-то, который был бы, который реально хочет блага, в данном случае для своей родины, для своего народа, хочет лучшего будущего и лучшей судьбы, старается именно что-то сделать полезное для народа и для нации. Вот если такой человек, помимо именно слов, на самом деле так же себя и чувствует, так же и ведет себя, а не просто слова эти высказывает. Если он на самом деле откровенно это все говорит, разве такой человек вот не стал бы как раз-таки
публиковать разные статьи о нашей истории как раз, о том, о чем говорил тот человек. Именно поднимать наш уровень, наш авторитет, нашу культуру рассказывать и создавать облик и хорошее впечатление, чтобы было, а не предрассудки. Разве именно откровенный человек, который хочет добра и пользы для народа, он бы не стал бы именно этим заниматься? Вместо того, чтобы публиковать там на английском, непонятно кому, рассказывать о том, что среди чеченов, короче, там чуть ли не тысячи террористических ячеек, короче. Ни одного хорошего чечена не упомянули, не рассказали ничего хорошего про чеченцев, про Нохчи. Вместо таких статей разве человек, который был бы на самом деле такой, каким он себя представляет, именно... Step by step. А ты про кого именно? Просто я не улавливаю. В эфире ЧДП в эфире, который армян армянцем, который... Нет, про это я понял, а про статьи, которые пишут, кто это? Ну, вот на ЧДП как раз я видел несколько на английском именно статей, где рассказываются и показываются списки, короче, террористов. Все, я понял. Извини, что перебил, продолжай. Вот Сундалбас, это вопрос каждый для себя может задать, и каждый сам решить, короче, ответ себе найти. Какой человек именно, с какой целью бы человек делал бы именно так, а не рассказывал как раз-таки о том, что он говорил этот, не знаю, армян или кто. Именно... Step by step. Да. Смотри, какие-то люди выставляют чеченцев перед остальным миром террористами, убийцами, там, исламистскими радикалами. И хоть одному человеку, хоть одному чеченцу надо говорить миру, что не все мы такие. Надо кричать, что есть среди нас нормальные люди, мы не все такие. Понимаешь? Да, правильно. Об этом я и говорю, да, вот именно. И самое главное, что именно у нас есть гораздо много, вот истории, гораздо много вещей, которые мы могли бы рассказать, чтобы узнали о нас именно то, что было у нас столетиями, то, что происходило. Ну, опять же, Юра, так красиво, как он это рассказал, я не смогу. Но примерно вот такая есть база, такая есть именно библиотека нашей истории, которую можно именно показывать и рассказывать, и представлять чеченский народ именно этими вещами. Вместо, опять же, публикаций, о которых я говорил. Как это может быть интересно? Смотри, у меня вопрос к тебе. Закаев, как представляет чеченский народ перед остальным миром? Юга, я не являюсь официальным представителем и вижу, наверное, не чаще, чем ты где-то в интернете. Ты примерно, наверное, то же самое, то, что я знаю, видел и слышал, то, что Закаев говорил. Это простой вопрос. Кем он нас представляет? Ну, Юга, к чему этот вопрос, куда он ведет? Это в смысле для того, чтобы увести в какую-то другую разговор, другую тему создать. Юга, если ты хочешь на самом деле узнать, у тебя есть такие же возможности, как у меня, посмотреть, услышать, найти Я хочу узнать его лично заявление. твое мнение. Ты сюда часто заходишь. Ну, я опять же говорил много раз, ту цель, которая поставлена,
пока она именно в эту цель пытаются достичь, я сторонник именно и буду поддерживать как можно, как могу на своем месте. Закаева поддерживать. Ну, правительство, кто делает работу именно, кто делает хоть что-то, чтобы мы не упустили эти маленькие шансы, которые есть, кто эти шансы не упускает и пытается... Смотри, тебе без разницы, куда это его идеология поведет чеченский народ, главное, что он работает, да? Так, Сауш, ты помнишь, с чего начинался наш разговор? О чем я говорил? Да, я помню. И куда, вот с какой целью, то на самом деле полезное, вроде бы правильное, то, что я говорил, обсуждали. С какой целью ты совсем ушел в другую, вместо того, чтобы на самом деле задуматься? Нет, как раз именно по этой теме, про историю, смотри, к чему я веду. Вот Закаев устанавливает в Чеченской Республике шариат. Каким нас будут видеть остальные народы, нормальные люди, как они будут к нам относиться, задумывался об этом? Какие у нас будут отношения с остальным миром? Я стараюсь задумываться и думать о реальных вещей, которые реально существуют и происходят, которые я знаю, видел или слышал. А именно то, что делается. Вот я повторяю конкретную, реальную историю, момент, когда вместо того, чтобы представлять позитивно и красиво наш народ, почему-то публикуются статьи совершенно противоположные. Вот об этом я говорю, вот эта проблема. Вот конкретная вещь. Смотри, ты предлагаешь нам перед остальным миром показывать нас нормальными, хорошими, белыми людьми, да? Чеченцев. Позитивно. Ты не согласен с тем, что он говорил? Поэтому? Нет, ты хочешь этого, да? Ты этого конечно, хочешь. было бы хорошо, если бы помимо разговоров о том, что террористы, исламисты и так далее, было хотя бы какое-то где-то кто-то, кто бы публиковал и рассказывал о том, что они заявляли в своем уставе. То, что ЧДП в своем уставе очень красиво рассказала и развернула. То, что оно обязало защищать последняя линия обороны по защите чеченской истории, чеченского будущего и истории и будущего. Как бы вот это были у них в уставе. И как это, почему, в смысле, совсем противоположные действия делаются? Совсем абсолютно в другую сторону осуществляются действия. Степ, смотри, мы сейчас будем показывать нашу историю. Короче, в позитивном ключе будем показывать остальному миру нас. Закаев, типа устанавливать шариат. Какой-то будулак пойдет и взорвется в какой-нибудь метро или в аэропорту. Какой будет толк от того, что мы показывали себе в позитивном ключе, если какой-то один будулак пойдет, и все это пойдет на смарку? В чем там плюс, в чем там польза? Чтобы долго как бы не рассуждать, короче говоря, я как понял, ты не согласен с тем, что тот рассказывал армян, и то, что я говорю. Ты с ним, с его этими словами, то, что он говорил, ты с этим не согласен. Да? Я согласен с тем, что чеченский народ должен избавиться от ярлыка боевиков, террористов, убийц. Показывать наш народ в позитивном ключе. Но у нас за этим стоит
понимаешь, эти Закаевы, вот эти все, вот это будулачество стоит и ждет пока, ну ждет, короче, чтобы все это стереть и начать свой шариат и расстреливать в центре города людей, устраивать шариатские суды и так далее. Понимаешь это? Бяхман Билат, а ты являешься членом партии ЧДП или нет? Или... Нет, я вообще в политику не лезу и не разбираюсь в политике. Ну, вот как я говорил, именно момент, когда делается оценка там, одних и других, вот ты такую свою оценку сейчас высказал относительно Закаева и правительства. Я вот высказал, попросил и высказал, дал свою оценку деятельности вот, этой организации ЧДП и их сторонников. Юга на конкретных фактах, на конкретных действиях, на моментах, не на теоретических возможных каких-то вещах, а на конкретных вещах, на фактах, короче, представил и дал оценку. И желание реально понять и отдать реальную оценку, когда видишь, что делают все во вред, именно во вред делают, наверное, не просто так, потому что дураки, а невозможно делать, как бы, не понимая. Степ-бай-степ, Саумалита, в деятельности Закаева я лично не вижу никаких результатов. Реальные содействия еще, что мы Юга, почему, в смысле, почему тогда, если понимаешь, что там что нет результатов, с этой стороны, вот партия и сторонники партии ЧДП, они почему не показывают пример, как надо, раз они понимают, что... Послушайте, что-то такое не делают, а просто... ЧДП yo'l duxaniyat, Закаев мелханю, ЧДП hit, шикошадула, хеханiyat. А сколько нужно, интересно? И у вас был, вместо того, что статьи они, которые публиковали, переводили на английский язык, то же самое время потратив на нормальные статьи, на полезные, на продуктивные. Вот, там нету особого этого. Если кто-то работает во вред чеченскому народу, об этом надо говорить. Закаев откровенно вредит чеченскому народу своей недополитикой. Ну, Воля, вот так, ты высказал свою оценку, дал свою, а я, который свою оценку дал, желания нету реально примерно увидеть. Да, именно, негативный результат тех Закаев Сулеймовича. Я с тобой согласен, что надо показывать положительные моменты. Смотри, я с тобой согласен с тем, что ЧДП должен и в положительном ключе показывать, и все, что есть, и переводить. Не Закаева его работу, а в общем нашу историю там переводить и показывать на англоязычную аудиторию. Я с этим полностью согласен. Не только ЧДП, а каждый чеченец должен этим заниматься, чтобы у остального мира сложилось положительное впечатление о чеченском народе. Я с этим согласен. Вот и то же самое, я тоже согласен. Как говорится, зло возрастает, когда человек бездействует. Вот и когда бездействует, да, зло возрастает. Поэтому хоть что-то делать, если именно полезное, вместо... Степ-бай-степ. За фраза Хазанахирюхан, за фраза, чтобы найти новую дорогу, нужно уйти с старой дороги, Бог. И да, ну, слов можно очень сейчас много приводить, рассказов, историй и этих всяких умных вещей. Здесь простая вещь конкретная, которую я постарался разъяснить, постарался вам рассказать. Зачем усложнять и именно уходить дальше и уходить от этого, и от того, что конкретно то, что мы видим, и конкретный пример работы и деятельности.
его деятельности во вред. Короче, там другой оценки я не могу дать. Если кто-то не согласен со мной, свои доводы, я бы услышал бы доводы этого человека. Когда вместо того, чтобы позитивное что-то делать, делают именно негативное. А кто именно делает негативное? О ком ты? Он о Закаеве и о статьях, которые про него написали в ЧДП. Ну, с этим статьей я лично не знаком, я не видел. А так я Закаеву, ну, Волдух храню Закаеву, но я лично результатов не вижу. И лел, он туда ходит, сюда ходит, организовывает митинги, а так результат согокса. Молдавцы, я тоже бы хотел бы, чтобы там за неделю все проблемы наши решились. Молдавцы, да, очень Так жалко, что он это не потихоньку неделю идет. там находится, он сколько там, 20 лет уже сидит там и ничего нету. Asbogor gudu when huira религиозная темью, сюда задолго извой багасхог. Ой, нормальный, цивилизованный, демократический, ой, почалк, ялу ушнала. Степайста, чё уйом? Ого. Цапанская Дарсовет, освободилася. Ладушо. Остав под утро чувен, идеями помелдия, что группа Владимирос, ты предлагал объединиться для деоккупации Чеченской Республики. Есть ли интересно? Да, все силы, которые есть, которые можно собрать, конечно, да, чтобы хоть Ты как-то предлагал достичь. объединиться ЧДП, там, Закаев и все остальные, да, что все чеченцы объединились и деоккупировали. Конечно, по возможности, чем больше, тем лучше, тем больше есть шансов, что мы добьемся результата. Но Все, значит, я правильно понял. Смотри, после деоккупации тогда что предлагаешь? Установить шариат или демократию? Или кто сильнейший, тот и победит? он согласно, то, что я 100 раз, наверное, повторял, именно то, что как раз-таки очень грамотный установили план и цель, именно не просто о свободу и вот лозунг «свобода за свободу», а деоккупация и провести демократические выборы по возможности с протекторатом. Вот это тройная, это 3 цели вот основные, чтобы добиться, чтобы постараться избежать тех ошибок, которые у нас были после Первой войны. Именно на ошибках делая выводы. И поэтому вот это не просто деоккупация и дальше кто как хочет, а именно вот сразу сделать необходимую работу, чтобы его постараться. Провести демократические выборы. Если победит демократия, то Закаев будет работать в правительстве, демократическое правительстве и продолжать свою политическую деятельность. Закаев не будет он работать. Я доверяю его словам, то, что он пока не сделает вот это, 3 вот эти цели, не добьется, он не остановится. Но когда это добьется, все, он уйдет от этого. У него планов в политику дальше что-то делать. Он опять уедет в Лондон и будет продолжать работать против чеченского народа, да? Кто? Закаев после демократических выборов, если победит демократия, опять улетит в Лондон и дальше будет продолжать против чеченского народа. Так? Чего? Почему? Кто? Зачем? Мы деоккупируем свободную республику, свободное
у себя на своей земле свободным народом, для чего хотим жить? А С что, чего он такая должен на уезжать? пенсию уйдет и будет там жить, там, купить себе участок у Терека и Юга, будет если жить, да? захочет, сам проблем нет. Я не вижу, вот, если это захочет. Но куда даже это теперь, то, что он, если захочет куда-то уехать и там жить, пенсию свою там проводить, жить, даже это сейчас проблема, да, это вызывает очень... Подожди, ты сам в это веришь, что после проигрыша он, типа, После какого опустит руки проигрыша? и Он не уйдет? будет Если демократия выдвигаться победит. на выборы какую-либо, на какую-либо должность. Юга, Он не будет пытаться, да, устанавливать шариат в Чечне? как? В Чечне шариат устанавливают, он не будет, да, пытаться? Если сейчас начинать фантазировать и рассуждать разные теории, которые может быть это, может быть то, мы сейчас часами это будем, неделями можно так фантазировать. О конкретных вещах говорится. Юга, я объяснил, Хорошо, я что задачу конкретный вопрос поставил, тебе когда задам. эта задача выполнит, тогда уйдет мирно жить, никуда не... Если, опять же, если он свернет с этого пути и не сдержит свое слово, и так это уже не будет человек, которого я поддерживаю. Но пока он держит свое слово и пока добивается того, что он заявил, я этого человека поддерживаю. У него какая цель? Деоккупировать? Смотри, подожди. У него какая цель? Освободить, деоккупировать Чеченскую республику и все, да? Ему не важно, да, устанавливать, будет там шариат или нет. Он просто хочет деоккупировать, да, чеченскую землю. Ты не помнишь то, что я сказал, какие 3 цели поставлены правительством? Да, в его цель входит установление шариата на Чеченской республике. Входит у него. Но ты услышал среди целей обозначенных вот то, что ты говоришь? Я Ну да, нет. Юга, к чему этот вопрос? Ты смотри, он участвовать будет, да, в выборах, демократических выборах он будет участвовать. И если он победит, у него цель установить шариат. Правильно? Нет. Я правильно Я понял? несколько раз его сказал, что он участвовать не собирается. Никто мне гарантии не давал и не дает, поэтому все может быть, случится, все может быть. Но когда это случится, тогда я буду оценивать ситуацию. По делам, Подожди, по ты фактам. можешь повторить его это? Он, когда добьется этих целей, когда он осуществит вот эту Ты можешь задачу, которую повторить эти поставили, цели? после этого он Цели, уйдет. задачи. Повтори цели, задачи его, я просто забыл. Серьезно, ты забыл его цели, которые я называл? Да, я понял, что сначала у него цель деоккупации, да, правильно? Да. Потом проведение выборов демократических. Да. Подожди, работа по протекторату, осуществление Здесь... протектората, но эта работа там ведется и будет вестись очень сложно. Подожди, вот на втором пункте остановимся. Проведение демократических выборов. Если он победит в этих выборах, если выберут его, то дальше что будет в Чечне? Я не знаю. Ты хочешь, подожди, чтобы мы вопрос фантазировали? И А я он повторяю, он не собирается кандидатуру свою представлять на какую-то должность. А он не поддерживает низам 2002 года? Степ-бай-степ. А зачем ему тогда участвовать в демократических выборах, если он не предлагает свою кандидатуру? Он не участвует, он добивается осуществления этих... Никто, вот здесь Юрай, который говорил, чтобы что-то полезное делалось,
с этого ЧДП, я его просто просил уже, чуть ли не умолял, чтобы ЧДП все-таки опомнилось и делало что-то полезное. В данном случае о Закаеве он что-то полезное, реальное, конкретное пытается добиться и осуществить. Осуществив это, он уйдет на пенсию. Вот. Пытаться и делать это разные вещи. Степ-бай-степ. За 20 лет он, пока живет там в Лондоне, он сделал хоть что-то там, открыл культурный центр чеченцев или школу чеченского языка для изучения, или еще что-то, или какое-то изучение истории, там, кафедру или хоть что-то. Саваш, Бяхмабилла, я вот эти вопросы опять фантазировать, отвечать, говорить за кого-то, я не хочу и не буду. Сундел, если есть желание поговорить о каких-то конкретных реальных вещах. Ты же понял, о чем я, да? Мысль мою понял? Понял, да, его опять же, это, ты предлагаешь фантазировать и думать, почему... Не, я не предлагаю, я просто... это даже да. это риторический вопрос был. Ну, так, там зачем ответ тогда? не нужен, все, там, ответ мы все знаем. Там, Было бы, опять же, у нас вопрос. больше вариантов, больше шансов, может быть, скорее всего, большего добилось. Те возможности, которые у нас есть, я не знаю, что ты как бы предлагаешь, что ты предъявляешь, что он должен был сделать, когда жил один со своей семьей. Степ-бай-степ. Смотри, вы говорите о демократических выборах. Пока наш народ находится, 90% народа находится в религиозном экстазе, демократических выборов не получится. А он, Закаев поддерживает низам 2002 года. Это тоже шариат. Понятно, я услышал, да. Этот вопрос уже разбирали. Мы пришли к выводу, что мы не знаем, кого Закаев, кому такие делают. Он может делать такие салафитам, а может нам такие делать. То есть кому-то он делает такие. Либо он скрытый демократ, либо он скрытый идеолог, либо он скрытый кто-то еще. Кому-то такие он делает. Вот кому проблема в том, что мы не знаем кому. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Бабушка, Але, по-моему, вы сейчас первый раз прозвучало, что вы не знаете реально. До этого вы знали и были уверены во всех бедах, которые он совершил. Закаеву нужно определиться сперва. Нет, мы знаем официальную позицию, потому что и низами, и джихад на пути Аллаха, это все висит на официальном сайте Чечен Пресс. То есть мы отсюда исходим просто. А уже по гамбургскому счету, что там это, у него идут что это, то есть мотив считается. Такие не знаю. Да. Спекулируем о его мотивах, то есть кому он делает такие, то есть шариат. Как бы за шариат душа была, брать буду такие яшуи, либо, короче, демократии такие яшуи, буду то есть это невозможно выяснить, к сожалению. Tesla, ko начале čao varvāca cās, ЧДП статья yazınçtırdı на англоязычную аудиторию по Закаеву или еще что-то. Этот степ-бай-степ предлагает историю, чтобы, короче, показать нас в положительном ключе перед западным миром, писать статьи на английском в позитивном ключе. Короче, хороший дикмой союз. Я предлагаю также продолжать, плюс и
делать то, что он предлагает. Оба и не оставлять предыдущую работу. Типа того. То есть, типа, мы на самом деле Нисба. хорошие мусульмане. Просто все эти головорезки с этими учителями, это все было... Не мусульмане, а чеченский народ. И погасян алю историю ума есть. Юшу изучить ериза диложади алистулер из. Око оцентрейте жен. Короче, муба, погасян. Погасян это волк в овечьей шкуре. Не, сказал, типа, кел новый облик чеченцев, как говорится, борцу. Мы не такие, мы такие. Капитан, очевидно, слушай, даже генералиссимус, что такое новый облик? Ну, он сказал, и хан вот, Агайт Буори этот, степ by step слышал об этом и предлагает Подожди, что он предлагает? Серию из хоккей в Таймс или что? Ну, наш в Армении он говорил, что хранится история, взять его, показать людям, что мы не будулаки, мы нормальные люди, среди нас еще остались люди. Ты только что слышал вот этого Эдварда? Примерно, примерно такая история там хранится. Ее тоже армяне писали, так что можешь сам понимать. И причем настроенные так патриотично, по-армянски настроенные армяне ее писали. Можешь там это представить, что там за история будет. Представить можно Тесла, но взять и изучить не помешает. Из разных источников сравнить. Здесь да, это... грузинскую, там, армянскую, российскую взять и сравнивать, изучать это. Нет, там еще турецкую взять. И персидскую, да. Иранскую взять. Если изучить, вред не будет наносить, но, я думаю, будет полезнее, чем вреднее. Проблем нет. Никаких проблем. Изучение истории просто нельзя изучать по независимым источникам. Они и история воязиня, армянская yazini, vesaire yazini, artes ayışmaya sıvı изучить, там, езими, чайла, сайгайла, мелбиош, мострайла. Ну да, источники надо брать с разных мест и сравнивать. Я ничего против не имею. Но как это нам поможет отмазаться от имиджа вселенских игелоидов? Step by step, odjelikle dopuani Zakajevi politike akcije su vojavu što je gore по-любому, если он такое предлагает. Закай в том, что он кредитоспособен, ну, в смысле, кредита доверия к нему нет. Вот это шариатские все. Хотя они вообще-то нет, но очень последовательно. Он с 90-х годов и шариат, просто, я не знаю, Ибрагим есть, что он, значит, перековался, перебросился, то был светский, потом это. Сун из Шама Варгушу, он каким был шариатским этим сторонником, так и остался им. Просто кефирщины такие, а так за шариат топят. Я это пил. Step by step, у Закаева какое отношение к суфистам, Сукурдичан, Сукурдияшпеш, так фирит, пешмацис? Хайон самлецина. Слухам, его тем более за другого говорить что-то, какие-то мои воображения, тем более я сейчас не буду. Ну, самое главное, слухам, если есть желание узнать,
есть возможность это узнать, я думаю. Salafizm udarīcams arī netiecā bulgarsais, ai hat variantā, hatā, čālā. Не расслышал. К спискам относится. Публичное заявление. Мовлid Zukurdiuš был бусол набат, свой цабл ногчибат, кефис тубат, или отношение к нему, какое салифизм ударицем садинатицу, хата. Так, я не буду это делать, потому что как раз то, что он как опытный политик делает именно на данный момент, пытаясь сохранить как бы единство, а не создавать разногласия. Поэтому сейчас критиковать за какие-то кого-то, за какие-то их традиции отдельные, это Кадыров мог бы вот такие вещи делать. Но Закаев в данном случае именно ведет так и действует так, чтобы было наибольшее количество шансов, чтобы возможностей добиться наших целей было больше, а не меньше. Сундел такие провокационные как бы, заявления он не делает. Я не слышал во всяком случае. И тем более у меня такого нету варианта с ним связаться, кроме как на эфире, где он будет когда выступать. Также у тебя такой же будет вариант. Но вообще-то никогда против суфистов не выступал и не говорил так, что это автоматически там такие вещи, такие я что суфистчины, вот это я что. По-моему, он никогда не ругал суфистов там, мол. Ну, тоже хорошо. Плюс степ-бай-степ ладва, он вашу ляст больше милола. За объединение больше мелодия. Шоко адиса, такие есть, такие я слушаю. Тердо, он личные мнения, а еще. Типа вынужденные такие для большого светлого будущего, добра. Цель оправдывает средства. Какие это хорошие времена, да, то есть? Помнишь, комедия, может, скорее всего, ты видел ее. Заряженное оружие, по-моему, называлось. Случается отца и полицейский, облавивший раненый полицейский. Он доллар и виатсон, короче, на улице. Доктор, я выживу, бацу. Да, конечно, ты выживешь. Раз это я мол, я хочу üzere, мешок дuysa, труп şudak. И sen ne kadar, да, мешок. Sen такие ешь. Кстати, это большая ответственность брать на себя такой груз. То есть он как бы ночами мучается, спит на сафари. Правда, мы не знаем, кому дают такие. Может, всем делает, кстати. Там есть какой-то хитрый, неведомый нам третий план, а нас разводит он, и нас, и этих будулаков, и геологов, там, за однополые браки, которые и их разводят. Тесла Солнцу вообще переживает, создавал. И это такие и чьи там удар с ума идут, сон дешин группу досу. Сенга жопи олдос милуту, они такие чьи. Да, аммо импичмент ирят, зарплату урезать ирят, да. То есть он волен, короче, врать и такие, сколько ему угодно. Sen vreddi još adam da sa согласен цола čo охранять веши рабу шрина. Подожди, репутационный вред ничего, короче, если ты ложь гучаешь, репутация царёга. Репутация юцен. Я не знаю. Союзе вреддецен. Сахирма будет, у него тоже фан-база какая-то своя есть. Совсем давай.
Pēc fanbāzien ributo такие чейцер цен вредилюш, мелоц ауицен за нукацен вредно Не, нести. вредно Союз, они разочаруются, и он маргиналом ставит, что саму поддерживает Союз. Тоже вроде бы веские причины. За это время мотоциклетел хотел, говорится, фанбаз. Вред ему старается постоянно наносить Москва, засылая таких казачков, вот как этот Милволи, толстяк, короче, когда его разоблачили, он сразу соскочил. Милволи целуется. Это видишь? Неужели он засланец? Я не верю, что он засланец, Милович, степ по степ. А как-то это не сходится же. Зачем засланец 20 лет в Бельгии сидит, короче, это какой-то там супер долгий шпион. Что делают, какую работу ФСБ и ГРУ, они что делают, какую работу у них выполняют, какие цели заставят, планы делают? Разве не против своих противников и лидеров? Джамбетов, что вредно нести на цену? Закаевин, вредно нести, будет на цену, как я сама свою жугала цену. Не, вредно не на цену, это такой украинчин, репутационный, вред и на цену. Это глупо было бы отрицать, что он сильно навредил Закаеву. Дело в другом, короче. Что он это сделал... Не может же один Джамбетов полностью его уничтожить. Но вред он к ему нанес определенно. Вообще чеченско-украинским таким, скажем так, стосункам украинчин, да, стосункам нанес вред. А не вред нанес больше чеченскому народу, чем Закаеву в Акишамбе. Это правда, да. Чеченскому народу в глазах украинцев он нанес вред. Давай так. Закаеву ничего не сделал, он оказал услугу. Но будучи частью этого народа в глазах украинцев, автоматически это ему тоже, короче, попадает. Меня другое интересует, подожди. Как он 20 лет в Бельгии ашел, как спящий агент, это все же сам мелодрама, степ по степ, маловероятно. Скорее всего, он обиделся на Закаева по каким-то другим причинам. От того, что его там разоблачили. Вернулся и Аджина брали, теперь я снова свои. Не, у нас же есть открытые шпионы, например, вроде Тумсо, там, например, Шмаков, брат Тубош. И ничего. То есть Джамбетов тоже, я не думаю, что его как-то разоблачили, он как-то разоблачился. Конечно, у нас доказательств конкретных никто нам не предоставит. Может быть то, может быть это. Но учитывая то, что мы пережили, сколько на Россию, на Москву работают, сколько чеченцев. И, конечно, они засылали с самого начала этих спящих агентов, так называемых. И поэтому этот вариант более реалистичен для меня. Тогда там срочно надо чистку делать, потому что, учитывая, что они обязательно заслют, то там много уже должно быть в окружении Закаева. Конечно, это вот одна из проблем. Естественно, враг будет пытаться наносить вред. Это вот работа ФСБ, они этим занимаются в кабинетах. Придумывают план и засылают нужных людей. Джамбетов был бы реально засланец, он очень сильно навредил бы Закаеву. То есть оставаясь там в рядах и дальше работая. А то, что он сбежал, именно говорит, что... Нет, в том-то и дело, его как бы начали подозревать, его уволили, доказательств конкретно не было, чтобы его задержать, арестовать. Но его уволили и уже начали дистанцировать и как бы проверять. И в этот момент он соскочил. Все, понял, что уже раскрылось. Да, ну я не подозреваю, что он там делал, подозревать. Да, что он что мы видели, фотографировал документы Закаева, что офис чужой. Я не думаю, что он просто шагушвы, что это человек такой спонтанный. То есть он резко что-то делает, абсолютно там на 180 градусов, что-то вешает. Видимо, Закаев, министр обороны.
это его задело. Он человек, который любит популярность, красоваться, поэтому он и эти видео делает. Да, возможно, в какой-то момент ему просто уже позвонили кадыровцы, и тогда его как бы завербовали уже в конце. Возможно, так, да. Вот. У нас нету конкретных доказательств, чтобы уверенно доказывать какие-то теории. Кстати, он куда-то исчез. Как его WhatsApp, с тех пор, как он предсказал нападение Индии совместно с Китаем на Русню, и какой-то там апокалипсис, то сразу же этим же вечером он раз исчез. Скоро появится рядом с Закаем. Типа мы его послали на задание, сейчас вернемся. Когда нужен будет, да, использовать, когда нужно будет, ну да, появится, да. А ты не допускаешь степ по степ, давай я тебя немного провоцирую, что его послали как посла договариваться о чем-то с этими кадыровскими какими-то кругами. Вот наш посредник. Со стороны кого представлялся? Закаева или как? Да, закаевцы хотят вот на фоне падения, допустим, чисто спекулятивно, допустим, на фоне падения Русни, то есть явно видно, что Русня... Да, договориться с Кадыровым, Да, разделение... Интересная теория, Камилдат, интересная. Но полномочий, скажем так. Как бы, на практике я знаю, что там другие механизмы начинают работать, если задача такая поставлена будет, а не вот этот спектакль. Дело в том, что у этой партии, что у Закаевской, что у Кадыровской, нету, скажем так, легальной возможности связаться и вести какие-то переговоры. То есть ФСБ, Гучвал, Куверша, те не будут это делать. Естественно, и такой способ, если хочешь что-то спрятать, положи его прямо на видном месте. И санна, использовать вот такого человека, который там, не знаю... Ну, да, интересная теория, да. Кстати, фильм снять с этим Джамбетовым. «Великие предатели». Как еще там можно было? Кинжал, и щит, и кинжал. Агент 007. Не, надо как-то по-другому. Он не 7 уже, он агент 00. 000. Все вот эти красивые планы, красивые такие хорошие идеи, вообще не будут существовать, если мы не добьемся поставленных целей, которые я называл. Только после этого что-то будет. Иначе ничего не будет, все останется на словах, пока мы не достигнем с исламом у нас... Подожди. Последняя кровь. Последняя кровь? Да, и Вася русский шоу. Последняя кровь барана? Рэмбо Не просто последняя кровь. последняя кровь барана. Последняя кровь барана. Кстати, да, режиссер Моуэй, который может снять Инал Шарипа, он по совместительству, да, режиссер Моу, шахматист, режиссер, он мог бы снять крутой боевик, экшен. На шакала. День шакала. Нет, подожди, Милуэй. Путь шакала. Джамбетов. Путь шакала, Лиз. Путь шакала. Явно там ты прижучили, ты не высовывайся. Дальше он там сидел, ему славу захотелось, он вышел в эфир со своим этим роликом.
властищем такое, он забез, это смутьянство. У нас Смутьяне. столько историй, столько материала, который реализовать. Храброе сердце будет там в стороне бы стояло бы, если бы, Курить сторон. если мы бы могли бы реализовать вот эти фильмы нашей истории. Но если не сделать, не добиться его первой цели, самое главное, все это на словах останется и будет его фантазия. Ничего Да, из просто этого не у нас будет, это будет самое просто главное, болтовня, если не сделать то, что нужно сделать. Все. просто у нас самые главные цели разные, поэтому проблема. Даже Тебя, вот эти вас, обозначенные Слава, цели правительством, даже вот эти не поддерживать, не согласны. Основная цель вылечить мозги чеченскому народу. Без этого никакие другие цели просто невыполнимы. Абсолютно. То есть не знаю, вот это кавказские цыгане было, француз, исламские цыгане. Вот исламские цыгане. Да, какие-то У исламские нас цыгане. много есть еще проблем, которые нужно решать. Поколение необразованное тоже есть. Они вторичные, Много таких как бы потерянных людей. Много таких проблем, которые нужно будет решать, да, если о них сейчас думать и рассуждать. Вот именно образованию мешает религия, ислам. К сожалению, да. Нас взяли в тиски, в щипцы, не знаю, в рукавицы. К сожалению. И тут не очень много людей заняты сопротивлением этой мракобесной, оккультной религии с Востока. Вот один Парма тут воюет, ну и немного там группа поддержки. Tesla, Брюссель, Чауаш, как Сино, Шакал, Ричард Гир и этот. День Шакала. И там искусственный интеллект нельзя поменять лицо Брюсселя на Джабету. Да, и назвать День барана. И Шарипова не надо будет напрягать, уже готово будет. Да, он сразу там вообще мотор. На Оскар сможет поехать с фильмом. Оскар получить. Я посвящаю этот Оскар Ичкерия. Спасибо, Алена. Он больше не работает в правительстве Закаева, по-моему. Мы зря его трогаем. Он сейчас частное лицо, не публичное. То есть мы уже на территорию частную заходим, если он уже не министр. Министр Ури все еще, брат. Из-за предателя Ламсвахна. Джамбейт Олсон. Земля слухами полнится, неизвестно почему, но может сам ушел, а может это еще чего-то. Шахматы проиграл. Бурак, как ты думаешь, сколько он на вот этот чат вместе с этим антитеррор, массом, все эти 3 года работы, вот сколько тысяч человек подсело на наши эти излияния? Даже не знаю. Давай, Булпак, фига, англичаншма, аллари. Примерное число. Там надо смотреть, там примерно среднее количество просмотров у антитеррора. Там есть и по 100 тысяч есть там видео. Там, по-моему, в статистике канала в админке показывается там среднее количество симпатизма. Не, надо смотреть ЧГТРК. Мы уже на ЧГТРК.
Вот, кстати, это показатель. То есть дело зашло так далеко, что они вынуждены, просто аташму бреешь, вынуждены реагировать. Значит, в народе это ходит и уже угрожающие размеры приняло. И я поэтому думаю, что это нехило повоздействовало. Учитывая, что вложения были нулевые, короче, то есть никаких средств, никаких спонсоров, чисто энтузиазм. Уже Чечня запаниковали. по запросам про Чечню, там, например, на днях я забил в Ютубе там бои в Чечне 90-х годов. Арбагол Пабах на Гухац поиску выдать информации. Видео шаты, Шухара. Даже это Ютуб выдает его по этим запросам. Интересно, в Википедии страницы дом просветите. Возможно это сделать? Или там какие-то условия есть еще, conditions? Насчет ссылаться лишь либо на прессу официальную, либо на что-то. Представь, Бурак, сколько если было бы 10 антитерроров или 100 антитерроров. Не знаю, пятый угол искали бы уже. Там уже Бен Салман подключился бы к султану Панкиси. Да, кстати, это было, естественно, большее давление по закону этого Ньютона создает большее противодействие. Реакция равна противореакции. То есть там уже Бен Салман уже персонально. Сейчас регион президент из Федерации, у них там кто сильнейший, короче, по военный переворот шел, Буркина Фасо, сега царинцы, главный мусульманин, ему этот Салман предложил построить 200 мечетей. Он отказался и предложил построить школы, университеты и предприятия, инвестировать в это. Вот дурак, если бы он был в Закаевском правительстве или хотя бы в Кадыровском, под русском, то они бы согласились, бы еще 20 мечетей накинули бы. От себя, во. Вот им не надо там рыть. Звучит хорошо. Компания решена. Давайте скинемся на колодцы Буркина-Фасо. Наши братья буркина-фасольцы страдают от нехватки воды, наши братья-мусульмане. Давайте скинемся, купим лопаты, алай. Хорошую штыковую лопату, совковую, чтоб штыковой копаешь, совковой выкидываешь. Или совковой. Кстати, эта лопата как называется? Совковая или совковая? Совковая, как будто про совок, смотри. Совок, эшкал, вот, эшкал, что и совковую. Совковую. Ну, им надо ложки и вилки дать, милора из оливицу, сатурмачо, ведек, милора, то есть граф Монте-Кристо, ори, милорис. Монте-Кристо, а? И ори, цаипси, рейдах, рейвон. 20 лет копал. Что такая из-за того, что пойти. Я. Маршой, как там? Страна заходящего солнца. Шумата палаш дубов,
Заза из ТВ. Тиглиш дальше. Маршал. Маршал. Мы тебя упоминали в суе. А, я не поняла. Спрашивали, как там страна заходящего солнца. Не знаю. Трампин Югозбахан буй. Умабахе. Цацберш Огасбаган бу, цацберш бац. А По-разному, да? 80% наплевать. Канадин кочер верди или нинца кочер шуца. Это ужас какой-то. Что этот милый? Маск, что они творят. Смешище полное. Маск решу. В смысле, что с маской? Он своими разработками занимался бы. Анекдот лил, что его эти засняли фотографии. На него атаку сделали, да? Заза, تعيش معه شو وزاش موارزي وليلا شو جيران. Бац, улил, что я и не смотрю. تعيش معه شو конструкции مساني يقولش ولولي صورني ولولي أشياء. Испанский стыдик. Джим Канта ушеет Лилуш Массанха, который его выдает или что там. Я даже не знаю. Президенты готовят для шаманские слои. Не может он стать президентом, он не родился в Америке. Чтобы стать американским президентом, Я про сына его. А, сына? Его сына. Да. Сына может. Да. Хотя нет, это у него не будет такой воли. Обычно дети богатых или очень богатых людей бывают слабенькими и не имеют такую железную волю достигать какие-то цели. Трамп пример реакции Тесла. Трамп, Вроде он да, не бедный. да, нет, он не бедный, но он несколько раз разорялся, видимо. Но его отец-то не президент, чтобы его там унаследовал. Ну, у сына Маска тоже отец не президент, пока что. Самый богатый человек. Насчет того, что должен родиться в Америке, Обамец, Цегеровой, там все было такое вилами по воде писано, Но они специально, по-моему, чтобы на него на голову компромат был. свалился, потом оказалось, что он... Те, кто из него президента делали, специально, чтобы он был ручной собачкой, с этим компроматом его протащили, и он делал там путинский Крым адитарцу, Путин подарить тир Крым, сахамца должен украинщик. Кстати, знаешь, что Трамп хочет, короче, признать Крым российским, там и референдум Крыму признать. Это поползновение, ешу, да? Он и Канаду хочет оттяпать. Реально, да. Американцы не пойдут воевать с Канадой, умирать там. Это невозможно представить. Тесла плохо швон, или это только у меня? Да, слабо. Так, Нинзик Хези. Прием. Заза, апдейт. Ник больше, похож на тамшин. Орок не жава мигать еще. تسقيتر عن مبارح هو يا شبور نيكي وشوحش تامشين هو بارس موتن تك يعني для тебя латте с поворотник. Ты можешь просто побибикать, короче, бабица. Да, большие шорсы. Тесла, ты смотрел видео Вали
где-то неделю назад вышло, то, что что-то странное происходит с миром, авиацией вирус. Чье видео? Ali Elavatер, блогер, ютубер, видео. Ну, хорошо, кстати, напомнил мне. Ну, хорошо, видео шажес. 7 дней назад у него видео вышло, название «Что-то странное происходит с миром», начал смотреть, уснул. Дальше ушло не раз до конца хожу особо. На чем, кстати, это было? А я до 20 конца не марта понял, мы не смотрел. Да, здесь то, да. 20 марта из Кали-юги мы перешли в Сати-югу. Иду и адыч. Интро видео, хожу до конца. Я видео, и все. Повторно. Ура, этот Орел, в Уснежье еще живет? Или куда-то выехал? Я не знаю. Я не знаю, да. В Уснежье не Он про работает? такое не говорит. В Уснежье не работает. Там 615. Работает, через VPN работает. В Там, смысле, по-моему, деньги? на Кавказе не работает. А ждете секрету? Ютуб-блогер, валя, в Уснежье, ты не можешь деньги получать. Да, монетизация не работает. Реклама же работает, он может там засунуть рекламу и получать с него деньги. Было один раз, он, по-моему, что-то рекламировал, да? Ты прав. Глаголишь истину. Брат мой во Христе, русском православном Ахлю Сунна Аль-Джамаа. Кстати, где наш этот царя? Его знаменитая Ахлю Сунна Аль-Джамаа, русский православный. Да, Турцию специально. То есть описание читал, это группе видео или фотографии, еще я положил. У него тоже, у каждого есть шие царю. У пармата шие царю свой стиль. А у Саляха был свой стиль. Шие царь, короче. У каждого есть индивидуальный свой. Это Саляф там подчеркивал, да, русский язык, СС делает большими буквами. Араб язык, Allah маленький адиль, короче, подчеркивает вещи. А вы слушали интервью Закаева с этим Подсолнуховым? Я минут 15 его слушал. Пару этих мух поймал и, в общем, не досмотрел, а все еще у меня включен он. Использовал, кстати, нашу эту про мечети 1500 междигин на бокс. И идет религиозная пропаганда. Короче, это эти наши наработку нашу пустил. Аргументируя. У него кожа растет не по дням, а по часам. Скоро в камеру не будет помещаться. У кого? У Карпенко? Да, у Подсолнухова. Подсолнух. Саляф стилин. Сахам дартиги шиен и чеченцы маалбо. Аж так шабех, бамабу и чеченцы. Просто чеченцы ол шаш. Закаясь поддержать. Ты, да, чеченч будешь, чеченч, а без, короче, это ничего в этом нету. Вот этот момент они как-то чеченч, да, ал есть чеченч. Я говорю, что чеченч, ал есть кадыровцы, бахцы, без смысла нет в этом. Но надо говорить прилагательное добавлять. Оккупированные чеченцы. Потому что федеральный договор подписать добровольно отсутствие Чубахан бат чеченч. БЭБМ нюцер Чубахан. Делая этот факт их насильного нахождения надо подчеркивать.
То есть чеченцы Олша. И надо говорить оккупированные чеченцы, чтобы люди понимали. Они это не говорят. И Закаев это не сказал этому подсолнуху или как его там, Карпенко. К сожалению, чеченцы, оно хорошо. Тесла, я сейчас еще раз хочу переслушать, что в начале Цункач, сколько погибло в этой войне? 60, 70, я думала 1000, а он говорит человек. Ногти 60, 70. Он сказал, во вторую войну там 160 чем-то тысячи, там детей столько-то было. Что это? 40 чем-то тысяч. 30 тысяч элапсов. 30% элапсов. То есть тут ему придраться нету места. Может, он уже его ляпнул что-то в начале, но потом он говорил по 300, по 442 тысячи детей. И стандартная цифра элапсов. Вот именно я дошел вот до этого, меня это задело, что чеченцы оккупированы, чеченцы алдиш. Короче, что он это так дикрымадыр Карпенко оккупирован чеченцы уж. Ссылку на видео скинуть и нам в личку, если что, Мадуру. Что за видео? Я ли видео, ясно? Эти, дашь Türkiye'nin barış, beyan был большевик. Да, до этого и ссылку с не раз он про восстание армян. После этого ссылку на видео скинул. Али, ватсари было бы в итоге, все видео. Ага, хорошо. Видишь, там красный канал, я могу забить Али. Все, понял. Найти его могу проверять. Sada pagod mūju arī Rīzā. Arī Renāts.